Так. Думал, выходить, не выходить. Хайырлы кечлер, достар. Сағат 10:30. Сағат 10:30 мен эфирге шығырға болдым башқа каналдан. Теги каналлар көрмей беттеді. Бүтінігізге ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Бүгін 9 март. Теги күні ішлегенім Инстаграм эфир. Қазірінде ішлейбіз просто посмотрим Куштау Байрам. Вот так вот. Посмотрим разные новости деген кебек. О том, о чем поговорим. Почитаем пару часов. Я будильник поставил, ну где-то до 12 там посидим, иншаллах. Соседи, как обычно, шумят. Вот. Это я записываю сейчас в Куандык. Куандык канала на Йозам. Если что, подписывайтесь на этот канал тоже. Вроде Куандыковский канал. Я не помню, с какого канала я вылазил. Ну да, Куандык. С Куандыка вылазию. Почитаем обо всем, о том, о сём, что происходит в мире. Бүгін, получается, 20 Рамадан, 1447 жыл, как бы, да, ведь? Но на самом деле сегодня 9 марта 2026 год. Получается, через 11 дней Ураза Байрам. Как-то так. Темы эфира, как обычно, я не ставлю. Такие дни непонятно, что там. Просто почитаем новости, где что происходит вообще. Вот 138 непросмотренных с последнего времени Куандыки новости. С него и начнем, наверное. Что происходит? Вот сразу залетает тут новость. Эрдоган о чем-то говорит. О, салям. 13 человек. Удивительно. В Куандыке 13 человек. 48 человек. Ну, получается, значит, этот бан я получил в том в Ютубе. У меня бан стоит, поэтому людей там нету. Удивительно. Странно. Значит, так как сказать, узкожопые банят меня все-таки. Я же говорю, всегда я бан получаю в эти каналы. А в ТикТоке такого нету. Если в ТикТоке бан, он бан и все. А здесь получается какой-то тайный бан я получаю. Вот сейчас 38 человек сидят, 26 человек сидят. В ТикТоке даже 2 человека всего лишь. Пишет, здравствуйте, это Вячеслав, как купить такие же очки, как у тебя? Вот, началось уже. Итак, ну что там Эрдоган говорит? Давайте его послушаем. Прям с него и начнем. Azerbaycan ve Körfez ülkeleri olmak üzere kardeş ülkelere hedef alan saldırılarını asla tasvip etmediğimizi, bunun yanlış olduğunu, ortak açıları... Понятно. Почитаем так, на нашем понятном языке. Эрдоган атаки Иран на Азербайджан и соседних стран недопустимо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не приемлет нападение Ирана на братские страны региона, включая Азербайджан и государство Персидского залива. По словам турецкого лидера, подобное действие является ошибочным и не принесут ничего, кроме усиления общей воли и посева вражды между братскими народами. Эрдоган также сообщил, что на прошлой неделе и сегодня баллистические ракеты, направляющиеся в сторону Турции, были своевременно обнаружены и уничтожены. При этом Анкара передала иранской стороне четкие предупреждения относительно подобных действий.
Вот вам наглое, так сказать, сочетание лицемерия и в то же время егошний, так сказать, понос. Главное, смотрите, башкорт пен татарлар умирают, получается, на Украине. Путин, получается, их уничтожает в мясорубке. А Эрдоган бздит о том, что там, вот, понимаешь ли, по айзерам ёбнули. А чё ж так их, блядь, выебали? Почему так? Почему туда попало? Почему сюда попало? Почему рядом все дребезжит возле Эрдогана? Вопрос. И к ним тоже прилетело. Ну, всем. И в Кипр прилетело. Везде прилетело. А почему-то 4 года прилетов, получается, по Украине его не волнует. Вам вот как вот наглое лицемерие вам, как вам такое? После этого сразу у меня возникает вопрос. Какого вы хотите создать Туран? Вот с этим ублюдком это невозможно. Чтобы вы понимали, до какого мы, до ручки какой мы дошли. Эрдоган, Азербайджан, Иран. Нам нахуй не усравшиеся государства это. Это вот втроем. Которые, еще четвертый там есть, еще какой-то четвертый, кто там еще? Сирия. Которая, получается, забрала курдские земли. Она просто лишила курдские земли. И у этих людей, как можно просить помощь Татарстану, чтобы они помогли против Москвы? Вы думаете, наверное, постоянно он об этом говорит? Ну, потому что у меня постоянно новый эфир, и всегда я буду напоминать вам об этом. Потому что, как они говорят, как он сейчас сказал, это нам типа больно, боль, усиление общей боли. А у нас что, не больно, да? И не больно то, что я похоронил друзей, родственников из Башкортостана, не говоря, что Татарстана. А мне не больно, что ли? Что я, как говорится, страдаю от Путина, а Эрдоган сидит, смотрит. А азера сидят, смотрят. Иран дает шахеды. Охеренная дружба народов, а? Потом после этого с Узбекистана, потом мне еще тут пишут пару, ты не понял, там пару смс-ок я вам сейчас прочитаю, вот, принципиально. Это узбекам, как говорится, касается, мне написали двое. Одна женщина, один мужик вроде бы. Вот оно прям маячит, глаза, я их не тронул, оно маячит. Это не узбеки, пишет мне. Когда я предъявил, что зачем и узбеки, и татары, как говорится, там на видео того, что там, почему они, как говорится, идут кланяться иранскому вот этому, тому, что напали, цветочки несут, блин, хуизантемы, блядь, хризантемы, блядь, тащат, или что там они там несут, блядь, астры, блядь, или как там, нахера это, блядь. Потом написал Алишер Абдуллаев, если ты меня видишь, я тебе тоже отвечу. А ты сам вообще понимаешь, о чем говоришь? Аллах тебе судья. В судный день узнаешь, кто мусульманин, а кто нет. Аллаху Акбар. Альхамдулилля, я знаю, кто есть кто, блядь. Поэтому, когда ты будешь сравнивать сын Алишер Абдуллаев о том, что меня, получается, если ты даже узбек или кто ты там, если ты меня будешь сравнивать с шиитами, да ты чмо, потому что, блядь. Ты мою, получается, религию, суннизм ханавитского масхаба сравниваешь с шиитами, блядь. Вон один пидор со мной живет уже такой, блядь. Ему вчера чуть ебало не расквасил я, блядь. Ублюдок. Сразу охрану притащил, 3 охраны прибежало, блядь. У нас был инцидент вчера. Поэтому я не смог вчера выйти на эфир. А так должен был выйти на эфир. У меня был в комнате инцидент, блядь. С уебком живу, потому что. Кричать начал, скулить начал, как шавка, блядь. Последняя, блядь. Взрослый мужик, блядь. Чмо болотное, блядь. Поэтому они, блядь, эти иранцы, нахуй, и кинули свое государство. Понимаете? Поэтому я вам и объясняю, есть сравнение башкиртов и татар в том, что мы уехали, потому что у нас государство захвачено. А эти бегут со своего захваченного государства. У них нету сверху, снаружи, получается, за Ираном нету России. Они не в оболочке. У них одна оболочка, это называется Иран.
Турция, Азербайджан. Зачем люди бегут оттуда? Вот этого я не могу понять. Если бы у меня был бы внутренний, обычный Башкортостан с Татарстаном без России, я бы никуда не бежал бы. Зачем мне бежать, блядь? Я не прошмандовка, чтобы бежать куда-то. Так же и узбекам касается. Натворят что-то, блядь, бегут. Учитесь решать внутри проблемы. Хуй вы бежите. Во время Каримова 30 лет бегали нахуй. Вон половина, весь Андижан, блядь, в Швеции живет, блядь. Самолетами привезли их. ООНовские самолеты привезли. Хули вы там живете, блядь? Хули, Каримов все, сдох. Идите, возвращайтесь. Мирзияева сносите нахуй. Вы же топили как бы за демократию. За что-то топили. Возвращайтесь, решайте 37 миллионов. Решайте что-нибудь в Узбекистане. Бізге ақыл өргатмастан. Решайте, блядь, свою проблему независимости, чтобы вы как прошмандовки по миру не бегали, блядь. Как вот эти иранцы, блядь, проститутки. Чтобы вы не бегали вот таким мрази, которые, блядь, нахуй сюда приезжают, потом, ай, меня бьют нахуй. Просто херею над всем тем, что происходит вообще в мире. Просто херею. Поэтому, когда мы говорим о том, что нам может, там, как Кашапов говорит, поможет вот это хуило эрдогановское. Нет, блядь. Это то же самое, что, ну, так сказать, знаете, шайтану довериться. Вот вы обратились к шайтану и говорите, помоги нам против малы. А он говорит, блядь, окей, да. А он-то шайтан, и Путин шайтан. Как они, два шайтана не могут же помогать, как говорится, нормальным людям? И вот это вы не можете осознать. Мне 40 лет, я, альхамдулилля, это осознавал изначально, я понимал. Когда я услышал такую дичь от Кашапова. Как он говорил, что наши люди тренируются в Азербайджане, там еще где-то в Турции тренируются. Где вы, тренировщики ебаные, блядь? Спортсмены хреновые. Где вы, блядь? А? Где вы, блин, которые тренируетесь, блин? Кого вы тренируете? Яйца свои, что ли? Или очко тренируете, чтобы не порвалось где-нибудь? Что тренируете? Я не могу понять, блядь. Годами, блядь. 4 года Украину долбят, блядь. Наши умирают. Не говоря, хохлы умирают. Чего вы долбите? Я вот этого не могу понять. Вы долбитесь точно, я знаю, в очко. Друг друга долбите вы. Вы долбитесь в очко. Это, как говорится, конкретно. Но вы точно за независимость Башкортостана и Татарстана не долбите. Поэтому, когда вы думаете, что наша цель независимости, она вот так просто, блин, на тарелочке придет, нет, она не придет так. Улерге туры килә. Сіз бит үлемнән куркасыз. Яшисегез килә. Үләсегез килмей. Гомерегезне 100 ел, 200 елга күбәйтергә уйлыйсыз. Путин кебек. Жрете, как говорится, как Эпштейн, детей, грубо говоря. Сжираете наш народ своим молчанием, своим недоделанными, так сказать, делами. Ну вот так вот. Терпилоиды. Мы здесь, получается, из-за вас страдаем. Мы же не просто здесь страдаем. Это прямолинейно из-за вас мы страдаем. Уговаривая вас, блядь, пойдемте, блядь, в Москву ёбнем, а? А то, блядь, у меня силенок нет уже одному, блядь, идти. Мы вам, блядь, просим. 1,5 ляма башкиртов, там 8 лямов татар. Где вы? Вот 10 лямов, где вы? Из них хотя бы лям выходите, нормальные мужики, есть, нет? 30-50. Вот из ляма 30-50, окей, если не выйдет из них 50 тысяч, я согласен. Из 10 миллионов 50 тысяч, 30-50 летние, если выйдут 50 тысяч, выходите. Я вас жду. Я вас поведу. Инша Аллах, я вас поведу. Чтобы вы, как говорится, не очковали. Душонку вам, блин, как говорится, наду вашу, потерянную. Рухыңызны табып, қолыңызға тоттырып қоям. Шынарға порой
Вот этих Куштау Байрамовских тоже я не понимаю. Ну, закинул вот комментарий. Комментарий закинул. Никто даже его прокомментировать не может. Вот давайте вот просто напишу, что он скажет. Ну, они меня просто заблокируют, наверное. Очко эрдогановское напишу я. Ну, наверное, блок получу я за такое. Там же больно правильные башкирты сидят. Gap ko'tarolmaydigan, gap ko'tarolmaydi zato. Но Putinni dudkasida o'ynaydi. Gap ko'tarolmaydi. Понимаете? Шын-тыгы сөзін улясаң, они не могут. У них, ой-ой-ой, я не выдержу, как этот вчера, блядь. Ай-яй-яй, меня бьют, нахуй. Как целка, нахуй. Не порванная, блядь. Идем дальше. Вот что тут творится. Они стали разбрасывать по приборам вот эти вот жвачки, которые действительно были каким-то таким особым, может быть, шиком называется жвачки, кстати, буквально. В основном затоптали. Непонятно, что-то черное. Самая читающая страна, самые умные граждане, не то что эти тупые американцы, а лучшим в мире образованием дралась и давила друг друга из-за жвачки. Это узкожопые, наверное, когда-то. Когда им, блин, с трибуны куда-то, что-то непонятно, там кинули жвачки. Турбо, наверное, или Ловис. Правда, жвачка была американская. Совки хотели жевать жвачку, как настоящие американцы. Даже готовы были умирать за нее. Еще надували, наверное. Надували, да? Позже совки захотели демократию, как у настоящих американцев, но что-то не срослось. А если бы кинули сигареты или какую-нибудь шмотку, то в давке погибли бы все. Ну да. Я же вам всегда говорил, что моя бабушка подрабатывала называется это толчки называлось, она рассказывала. Толчок кабараем где. Оренбург шаллярен сотырга. Откуда она откопытивала оренбургские шали, и вот на этих толчках, толчок это типа не толчок сортир, а толчок это, блядь, где продавали, так сказать, контрабанду. И вот моя бабушка торговала там, бабушка башкирка, торговала там, чтобы, я, наверное, хотела выжить, торговала не просто же. И вот она занималась купи-продаем. Вот она рассказывала об этом. Это ее, так сказать, СССРская молодость прошла в таких толчках. Охеренном коммунизме они жили. Охеренном. Которые до сих пор вспоминают, что, бля, коммунизм да әйбәтие. Ой, әйбәтие, немесе әйбәтие. Немесе әйбәт анда, мен аңламайм. Красножопами, так сказать, сделались. Каждый второй был стукачом. Каждый второй был коммунягой. Из-за этого коммунизма мы оклематься еще не можем. Из этого дерьма мы не можем вылезти с 92-го года там. С 90-х годов мы не можем вылезти. 36 лет, блядь. Мне 40. Мы не можем вылезти 36 лет. Потому что пришел такой же черт, который нас гнобит 26 лет. Я вроде и не жил, получается. Из этого гнобства я не вылез еще. Можно сказать, вылез, кстати, 4 года я, оказывается, на свободе. Я 4 года ни в толчках, ни в сортирах, там, на очке замочим. Альхамдулилля, пока живой. В сортирах, пока меня никто не замочил. Давка из-за жвачки произошла 10.03.75 год. Духом юга на стадионе Сокольники, Сокольники, Черкизона. После встречи молодежных команд по хоккею СССР Канады. Канадцы кинули советским зрителям жвачки. В давке погиб 21 человек. Астафируллах, погибли. Сдохли 21 человек. Ну это же вообще смешно, блядь. Soqqish uchun. Soqqish, biznikilar qora soqqish chaynab yuriylar, o'lmaganlar bit нормально. Qora soqqish chaynagis, нахуй. Onda чуть-чуть намажьте одеколончиком, набрызгайте чем-нибудь, я не знаю. Варенье tigizib boshag'iz.
25 человек получили увечья, чтобы иностранцы не фотографировали, потушили свет. Ой, бля, я просто херею. Это просто смешно и плакать хочется. Вот до чего. Вот это есть. До ручки докатили народ. До ручки. Кидаются на все. А что, у нас что, не происходило так? Я вспомню, как китайцы, если помните, вот год, ну, в том году, так скажем, давайте, я вам озвучивал один видосик, как китайцы сделали в Узбекистане какую-то распродажу или халяву, что ли, типа, ну, решили бесплатно отдать китайцы. И потом со стороны китайцы это снимали, как узбеки напали и все, таламан кварьян. И китайцы смеются. Вот это вот китайское дерьмо, узбеки на халяву готовы сожрать друг друга. Вот такое было, проверка. Видите, как такая низость. Потом мне вон там еще пишут, это не узбеки. Men o'shanga aytaman-ku, mana men o'zbek bo'la turib, o'zbekcha ham gapiryapman sizlarga. Tan olgani bilgan millatgina, tan olgan millatgina не будет лицемером. Sizlar o'zinglar musulmonman deb turib, лицемерlik qilganinglarni ko'rmayapsizlar shekilli, a? Я же вам изначально всегда говорю, напоминаю, что я буду разоблачать всяких пидорасов, подобие вас, которые хотят скрыть свои косяки гнилые. Невозможно это скрыть. Аллах Та'алям көріп тұра бет. Потом мне пишут там, Аллах свидетель. Аллах свидетель вам, не мне. Я пытаюсь все, так сказать, с чистого листа принести вам, чтобы вы осознали, что вы, получается, накосячили. Tan ol, aytgin, men xato qildim, kechiringlar. В чем проблема? От этого твой кибр, как говорится, не уменьшится, так ты в кибре живешь, блин. У тебя высокомерие не уменьшится. Ты какой был высокомерие, так и остаешься. От того, что ты один раз извинился, ты не очистился. Тебе нужно уничтожить свое высокомерие, чтобы tan ola boshlagani. Косякнулся, tan ol. Всегда поэтому я и говорю, что узбек, башкир, татар, очнитесь. Хватит позориться. Вы же позорите наш род. Вы же позорите полностью нашу вообще, bizning millatni bit pastga uryapsizlar. Ниже плинтуса так и так опущено, безавторитетные мы стали. У нас нет авторитета. Мы чмошниками стали. Вы не можете этого понять. Почему вы давите себя вот так, блин, грубо скажем, кидаетесь на жвачки. Как в ТикТоках или где-то там, в Ютубах натыкался тоже на такие видосики, вы тоже, наверное, смотрели, как кидает кто-то, какой-то там актер или кто-то там, или какой-то блогер сраный какой-то, кидает с этажа деньги. И все накидываются на дорогу, все сразу. Вот то же самое. Понимаете, то же самое. Люди до такой степени падкие стали, падкие, как эти гиены. Падкие вы. Вот эта падальность, ваша падальность, откуда, я не могу понять. А я знаю. Потому что государство создало вас таким. Оно вас довело до ручки, чтобы вы стали вот такими падальщиками. Сказали фас, вы делаете за деньги все. Сказали лежать, ляжете. Скажут лизать, лижете. Сосать, сосете. Как-то так. А to'g'ri gapni gapira boshlasam, если я durust so'zlarni so'zlay boshlasam, sizda сразу shashingiz дыбом становится, и men olamanman. Men yomon, pipец, men начинаю shaytanim быть для вас. Поэтому men aytaman, ishlagan ishlarimizga javob bera boshlaylik endi, kelinglar. Billa javob beraylik. Понимаете? Если мы во время даже, вот напоминание опять, во время Рамадана, 30 дней, если мы не покаемся, когда нам покаяться? 11 месяцев вы не каетесь, да, хотя бы вот эти 30 дней каетесь, а? Дездемоны, каетесь, ё-моё. Каяться нужно, наверное, да? 30 kun ichingdayam tan olmasang, qachon tan olaman deyapsan? Qabrdami? Qabrda tan olasan, само собой. Ikkita, как говорится, ангел kelgandan kelgan.
tan olasan, ikkoviga javob berib dudlanib qolasan. Не то, что tan olasan, ты, как сказать, раком поставят в могиле. Вот этого я очень сам боюсь даже. Потому что у меня тоже косяков не меньше. Хватает. И это для меня это страшно. Очень страшно. Почему? Потому что все-таки Аллах Та'аламны сөзләре хак. И мы, как говорится, без всяких даже каких-то противоречий или каких-то недодумков каких-то, да, ведь мы в это верим. Нас никто не уговорит в это не верить. Потому что, альхамдулилля, мы не шииты. Мы не переплясываемся. Оп, христианам ставили, оп, мы шиитам стали, оп, неверующие стали, оп, ты атеистом. Нет, мы не играем так. Потому что хак Аллахтан келген, это уже, как сказать, не переписать. Мы просто должны принять. Но здесь есть один поблажка для нас. Мы можем, как говорится, косячить и в то же время просить прощения. Косячить и просить прощения. Прикиньте, как работает хорошо, да ведь? Заработает. Но в то же время люди не хотят верить даже в это. Ушунен таномаятты адамдар. У деганы, что я хочу этим сказать, что вы даже в этом случае не признаете, что есть Аллах. Вы вроде и косячите, и просите, косячите, просите, но тан алмаясыздар Аллахом барлыгына. Дальше высокомерничаете, дальше вот эти дела делаете. Почему? Почему, когда вам ясные такие доводами, я же вам доводами прихожу, я же с воздуха не придумываю вам мысли, что сказали ведь, да, татарларга, башкиртларга, узбекларга айтылды, за Иран не топите. Не надо топить за чужих. Зачем вы за шиитов топите? Понимаете? O'zingizni sunniy nimalarga topit qilinglar, bechoralarga, miskinlarga. Odam qurib ketibdimi? Mana senga Afrikalar o'lib ketyapti. Kimgina o'lib ketmayapti? To'g'ri yo'lda haligi islom yo'lidagi odamlar o'lib ketyapti. Ashlarni qayg'uringlar, o'shani eslanglar хотя бы. Вспоминайте их чуть-чуть хотя бы. Зачем вы, получается, берете такие странные, сказать, вот эти, сбросы в интернете, берете и ловите вот это, хайп ловите. Почему? Зачем? Вы понимаете, даже здесь, наверное, было бы правильнее даже сказать такое выражение, то, что, вот, допустим, наши в прошлом, до ислама, были тоже как-то вот это многобожники, непонятно, что были. Там Луне верили, туда-сюда, Солнцу верили, чему-то верили. В прошлом, до ислама, до 922 года. Казань, 922 год. Мы были тоже какие-то непонятные. Но если даже шуны бы сравнивать qilsak, шу millatın uchun sen qayg'urgin, shu 922-yilga xatli bo'lgan totar, boshqirt, o'zbeklarni o'rniga qayg'urgin. Shu Attila bilan skiflarga qayg'urgin. Bizni Koringa qayg'urgin shuni. Шуны эслagin, вспомни их. В конце концов, nima? Amerikadagi индейцlarga qayg'urgin. Индейцlar qirilib ketyapti. Пусть они будут там тенгри, пусть будут менгри, хоть что. Вот вспомни про них. Как американцы их замочили. Но при чем тут шииты? При чем тут Израиль? И еще кто-то. В конце-то концов, далеко бегать не надо. Украинаga qayg'urginglar, Украинani esga olib turinglar. Мы аж забыли. С одного быстро переключаемся на другое у нас. Вот странные мы люди.
У нас, получается, тесно при том. Все мои нации там. Узбек, татар, башкирт, все Украинада. Утырып маташалар. Манкурты вот эти, чертовые. Хотя бы давайте о них будем как-то заморачиваться. Чтобы потом мне не писать, там, ты не понимаешь, типа шииты это тоже мусульмане. Нахрен, я уже не понимаю. Для меня, как говорится, Ишмурат братна, Хазрат Тулдеринда, Ишмурат мана шу bizning musulmon bratni so'zlarini men ishonam. Bu haq so'z. Он из воздуха гонять не будет. Человек начитанный, человек в исламе, алхамдулилля. И плюс он башкир, мен башкиртка ishonam. Чунки меня башкир. Но Хабирову я бы не поверил бы. Потому что Хабирова мы знаем. Крестоносец он, непонятно кто он. Ушлепок. Но Ишмурат Абы это проверенный человек. Поэтому, когда он говорит, что это не религия, они просто приделались к нашей религии, к исламу, решили стать как будто мусульманами, это не означает, что они наши. Вот таджики наши, потому что они суннаталлар. Суннаталлар, десеген булады. Кстати, как раз здесь суннат есть. Таджик один. Вот суннаталла они. Они суннаты. Понимаете? Поэтому таджиков, когда мы говорим, что они персы, я свое извинение приносил в каких-то эфирах, когда я наехал летом, когда они меня кинули, таджики кинули. Я наехал на них. Потом через какое-то время понял, что таджики издревле из этих земель, Самарканда и Бухары, они откуда-то не пришли туда. Может, когда-то пришли, само собой, и мы пришли туда. Но вот примерный конец того, что они пришли и не ушли, вот этот момент мы должны признать, что они наши. Таджики наши. Понимаете? И они, я не помню, чтобы они были вот этими шибанутыми. Я думаю, они не были такими. Когда пришел ислам в Азию, они приняли ислам. Вот и все. У них не было вот этих, ой, я христиан, я такой, я атеист, они не ломались. Поэтому, когда мы будем говорить, что мы тюрки, и в то же время забывать о таджиков, я думаю, это неправильно. Таджиков мы отделить не можем. Уйгуров тоже отделить не можем. Мы одно целое. Потому что мы все под религией ислам. Именно суннизм, как говорится, ханафизм и так далее. Масхаб, как говорится, даже наш один. Поэтому Аллах Та'аламга ышанган милләттәшләргә мин уйлыйм, без игътибарны каратырга тиешбез. Максимум, да, мы можем ругать, критиковать, базара нет. Я даже за себя это не снимаю, как говорится, ответственности. Критиковать, ругать, приводить их в порядок. Мы обязаны. Но вот вычеркнуть их нереально. Вычеркнуть мы не можем. Потому что мы, как говорится, уже научились с ними жить. Мы уже с ними живем веками. И отделить их мы не можем. А вот турков с Эрдоганом легко можем отделить. Легко вообще, блядь. Они ни к селу, ни к городу. Понимаете, это даже могу сравнить такое. Они уехали, вот все говорят, они с Алтая. Бопта, Алтайдан болса, оннан олар алгандар, кеткенлер да, bizni unutkанлар бит. Понимаете, они поехали какими-то путями, всяко наши предки им помогли чпокнуть эти земли, забрать эти земли, стамбульские земли, это, как говорится, Константинополь. У крестоносцев забрали, явно наши помогали. Не только там турки ебашили. Они все забрали, под себя замяли, под шумок. А получается потом нас, начиная с Алтая, Саха-Якутии, нас забыли. Положили на нас просто. После этого как можно к ним обращаться? Все, они уже не наши.
Легче обратиться индейцам в Америке, и то будет польза. Явно у них не будет мысли, ой, мы же Москвы боимся, мы же с Москвой, Вась-Вась, не могу тебе помочь. Вот так сказал, как говорится, Мехмед Хуймет, блядь, из этого, Турции, в свое время когда-то Алдар-Батыру. Они же так ответили, мы башкирам не можем помочь. Мы, как говорится, Вась-Вась с Москвой. Что скажет Москва? Мы боимся. Вдруг Москва дернет нас на Черном море, раком поставит. Поэтому так-то давай, башкир, сам разбирайся. Не нужен ты нам. Мы тюрки, но ты не наш. Не будем мы тебе помогать. Примерно так. Послы вернулись с носом во время Алдар-Батыра. Алдар-Батыр скакал в каких годах он? 700-800 годах. Лет 200-300 лет назад. Ничего не изменилось. За 300 лет турки нам... Кукиш нам дали. Ничего не дали нам. Те, которые в Казани, Башкортостане, один день услышал у Габасова тоже. Нам школы открывали. Эй, Кутсибирия керек мана школасы? Объясните меня. Nimaga boshqirt bilan totarga turk maktabi kerak? Bizga o'zimizni tilini maktabi kerak. Ularning tilini boshimga uramanmi, bilet? Sen o'zingni tilingni bilmaysan, birovni tilini o'rganirga o'ylaysan, o'zingni yeringda. Это идиотизм. Yana onu bitali menga suli bir salovat shu Kashapovskim WhatsApp'e вдолбил мне пару лет назад. Ular bizga yordam berdi. Siz o'nglamaysiz. Mana ular turklar bizga yordam berdi. Inangni omona berdimi? Ha, yordam berdi. Yordam berib nima? Tataristonning seni biladi, ozodlik bo'ldimi? Maktab quruv bilan bitta ozodlikqa aylanmay. Ozodlik u sug'ishib oluv. Sug'ishib seni yeringni qo'lga tutib qo'ysa, на тарелочке принесет. Вот это ярдам. Вот это по-братски, я понимаю. Что он с твоей государстве открыл свою турецкую школу, нахрен нужно? Вон, в Кыргызстане тоже таких до хрена пооткрывали. Потому что кыргызы додумались, хорошо выгнали. С одной стороны, вот этот президент хоть одно дело сделал, их он сдрючканул этих турков со своей школы сраной. Отправил нахрен их всех. Из Кыргызстана. Турецкие школы вот эти сраные какие-то. Как-то назывались они. Странно тоже. По-ихнему. Нахрена? В Кыргызстане турецкая школа. Вот нахрена, блин. Что, кыргызы должны забыть свой кыргыз тілін и шабырға тиіш түркияның тілін öğrenirге. Күтсібірей керек. Мен әлі мында яшап, француз тілін öğrenmedim, нидерланд, башқа тілінді öğrenmedim. Уттағым қойып қойдым, блядь. Нахрен уже, мен өзім тілім бар. Өзім тілім бар, я здесь временно. Чихал нахрен, блядь, на их язык даже, блядь. Понимаете? Еще, блядь, турецкий мне надо учить, блядь. В своем уже Башкортостане и в Татарстане. Или в Кыргызстане. Это позор, блядь. До такой степени быть униженным на своей земле, пускать какие-то чертей, чтобы они открывали свои школы. И пускали свой менталитет еще туда пускают. Свои эти ебаные красные, блядь, шапочки, нахуй, турецкие, блядь. Ути-пути, блядь. Мы держимся, и Делириали, почитаем-ка. Мы держимся, но это тяжело, больно и невыносимо. Как переживает разлуку жены и дочери, заключенных по Баймакскому делу. Мана, бу, Баймакское дело, вот это біздің қайғы. Мана, бу, біздің проблема. Баймак, Алсынов. Вот эти наши проблемы. А Иран түгел, шиялар түгел. Мана, бу, ішкі проблемамызды тығылып жатыпты. Обвиняемые, осужденные по Баймакскому делу, уже более 2 лет находятся в заключении. Прикиньте, 2 года. У многих из них по несколько детей. После их ареста заботу о детях и хозяйстве взяли на себя их жены и другие родственники. В беседе и Делириали некоторые жены и дочери рассказали, как они переживают разлуку с близкими и на что они надеются в будущем. На что они надеются. Чтобы вы запомнили, прям отрежьте вот это, перекиньте и скиньте везде по Башкортостану, Татарстану, передайте всем. Я скажу. Только мы, когда зайдем в течение вот этого максимально короткого времени, только тогда они смогут выйти на свободу. Я гарантирую, что сразу все тюрьмы открою. Когда я зайду, ступлю ногой, иншаллах, на куандыкские земли, вернусь домой, открою все тюрьмы. Вот только мы это сможем сделать. Или они будут сидеть.
ko'tigizni ko'tarmasangiz, boshqirt bilan totar. Ular o'tirishaqlar. 8 yil berdilar, Alsinovga 4 yil, boshqalarga 8 yil. Bütün Pirim, Orenburg, Samara, Chelyabinsk bütün yerda o'tiralar ular. 89 kishi. Mana 89 ni kishini g'umri kesildi, uni uydagilarning bolalarining g'umri kesildi. Atasi turmada 8 yilda. Kimdir 4 yil, kimdir 8 yil, kimdir 6 yil, qizi, там уже я не помню. Но суть, даже месяц тяжело сидеть. Я сидел, знаю, что такое. Через месяц уже у тебя голова кружится. Ты что месяц? Неделя уже тебе херово. А тут уже они 2 года отмахали. 2 года отсидели. И еще сколько сидеть. Әлі еще не факт, сен оны ұтырып шығаласың ма, юкма, или өліп кетесің ма? Навальныйға ұшабанда, зинданда, кәкірейіп, ширілеп. Алла сақласын. Наш отец жил один в деревне. Валейкум салам. В беседе Идель Реаля некоторые жены и дочери рассказали, как они переживают разлуку и близкими, и на что надеются в будущем. Наш отец жил один в деревне, рассказывает дочь одного из обвиняемых по маймакскому делу. Значит, взрослый был. Не называет имена родственников и заключенных из-за закона о нежелательной организации в России. Мы, его дети, живем отдельно в Уфе. Отец часто приезжал к нам. А когда он работал в Уфе, так вообще очень часто заходил. Он сильно помогал нам, особенно младшей дочери, когда у нее родился сын. Теперь он помогать не может. Сестре стало тяжелее. Конечно, не может. Улы мужик, балалар тудырган, балалар үстірген, ұнықлар келіп шыққан. Енді мына ярдан бері тұрған шақларында ол зинданда отыра. Ол менің кебек енді мына. Мен мына мында 4 ел, мен үйдегілерімге ярдан бере алмаймын 4 елдің ішінде. Ну, я вроде бы на свободе, но в то же время как будто бы в огромном европейском тюрьме сижу я. Потому что от наших толка нету, ни один не может помочь мне с работой. Меня 40 яш эшләргә кирәк тә бит. От кебек дигән кебек. Юк иш. А тут, получается, люди в зиндане сидят. Физически не могут помочь. По словам женщины, отец постоянно поздравлял их со всеми праздниками, в том числе с 8 марта. Это праздник мы уже 3-й год встречаем без него, и веселиться, как раньше, конечно, не получается. У нас чувство вины, отец сидит, а мы тут на воле. Вот именно. Даже у баб вина есть. У баб, у них вина есть, блядь. А bizda vina yo'qmi? Bizda boshqirt bilan totarlarda og'zimizni ochib qo'yganmiz, shunda bizda vina yo'qmi? Biz gunohli. Mana shu 89 kishi o'tirgani uchun biz gunohli biz. Boshqalar emas. Boshqa millatlar emas. Boshqirt bilan totar gunohli. Shu Boshqirdistondagi bo'lib bitgan ishga. Не говоря, что еще всякие там Хизбут Тахришки сидят, женщины сидят в Казани. В Татарстане сколько сидят. Понимаете? Даже если сравнивать этих Хизбут Тахрир, вроде бы у них даже, не шиизм. Вроде бы у них даже не шиизм до такой степени, не так сказать, не ёбнутое, так сказать, течение. Но главное, тотарлар утыра. Может, башқұртлар да утырадыр, мен білмеймін. Но оны ишіткенім тотарлар. Ни за что. Не говоря, что Кавказ, Дагестан, Чечня, там они пачками сидят, пацаны. Может, и женщины сидят. Кстати, один день же мы видели женщин в Инстаграме. Постоянно какой-то сосед Магомед загружает очень такие мощные видосики. Можете подписаться, посмотреть. Я иногда закидываю себе тоже в Телеграм. Я иногда уже просматриваю так, потому что больно сильно про Кавказ там. И что там? Женщины сидят, где-то Кабардино-Балкария вроде бы, где-то там сидят женщины, а их насилуют там. Насилуют свои же. Свои же какие-то, я не знаю, свои же, так сказать, менты-мусульмане. Ну как это? Этой же нации люди. Их насилуют. Одна уже залетела и уже рожать уже. Вроде рожает или родила, или будет рожать, или что.
В женской колонии рулят над ними мужчины. А хотан кыз биткенмени там пишут в комментариях. Хотан кыз карает, пишет надзиратель. Или там лесбиянство появится потом. Но хоть залетать не будут. А тут, получается, начальник насилует женщин на Кавказе. Охеренно сидят сестры мусульманки. Пусть даже они намаз не читают, бандитки, рецидивисты, убийцы. Разницы нет. В тюрьмах ты должен отсидеть, а не изнасилован быть, блядь, во все щели. Еще с ребенком выйти из тюрьмы. И в каком веке мы живем, блядь? Как будто бы древний век, заложницы сидят, и в это время приходит король и всех ебет. Значит, тоже в каком веке живем? Поэтому, когда мы говорим Башкортостан, Татарстан, у нас тоже есть, но мы не слышим это. Но Кавказ решил это все не скрывать. И вот сосед Магомед начал все вытаскивать. Даже не стыдно уже. Они, может, скрывали раньше, как говорится, ахлях туда-сюда, скрывали свою, как говорится, красоту, как говорится, ислама, чтобы в Кавказ не очернили. А теперь уже перестали скрывать, потому что уже надоело скрывать. Сколько можно скрывать? Это дерьмо происходит в наших республиках, потому что мы терпим. Чего мы терпим, блядь? Умереть? Я вот этого не могу понять. Вы так и так умираете на Украине. Чего терпеть-то, блядь? Хоть за свой народ умри, в конце-то концов, блин. Не будь как этот ушлепок иранец, который сбежал с Ирана. Хотя бы за свой народ, как говорится, попробуй сдохнуть, ё-моё. Зачем бы за Путина-то дохнуть? Вы что там доказываете, допустим, башкортлар, чечен, дагестанлар, что вы доказываете? Кому что доказываете? Я не могу понять, что вы доказываете людям, что когда вы идете убивать украинцев. Вот сегодня пришел ко мне поляк на разборке. Я, говорит, поляк из Польши. Могу чуть-чуть говорить, понимаю русский. И потом половины не понял все равно. Я вздрючил его тоже. Потому что он меня сбесил. Он говорит, вы наезжали на соседа туда-сюда вчера, там, что было туда-сюда, вы его били? Я говорю, нет, не бил. Хотел, я говорю. Если он еще раз будет мозга делать ночью, я ему спать не дам, я говорю. Мы так очень дерзко поговорили с ним. Я говорю, меняйте, убирайте его с комнаты моей, чтобы я его в глаза не видел, этого ублюдка. И поставьте другого. Или вообще один я буду жить. Не хотят давать на одного человека, потому что экономисты. В комнате 2, а в корабле 3 даже. Здесь 2, а в корабле 3 человека в комнате. Экономисты, сраная страна вообще. Конченная страна, блядь. Поэтому я считаю, что когда люди не понимают, что такое, получается, религия, они даже могут перемешать 2 разных религии в одну комнату. И потом смотрят, наверное, они усрутся или не усрутся. Наблюдают. Понимаете, какие приходится мне вот эти гребаные испытания проходить? Еще новость хорошая хоть. Это похвастаюсь. Брат приезжал сегодня. Брат грузин приезжал. Грузинский грузин. Привез подарков, целый пакет продуктов притащил. Как будто бы реально зэка навестил. Как говорится, как это... Подогрев, короче. Подогрев. Подогрел сегодня меня, альхамдулилля. Вот. Крестьянин. Крестоносец. Понимаете? Крестоносец принес мне целую сумку еды, приехал на машине, не пожалел бензина, приехал, одежды принес там, кое-какие, еды принес целый пакет, загрузил. 8 лет не виделись. Представляете, в 2018 году мы познакомились, 8 лет не виделись. С 2018 года. И вот он навестил, получается, привез. А наши узбеки потом мне начинают писать мне, ты не прав. А что я не прав? Я прав. А наши узбеки на ифтаре у меня содрали 27 евро. Понимаете? На ифтар я пошел, а пришлось с кармана платить. А тут человек привез целый пакет еды. И не дешевых. Я не стал грузить, фотки есть.
Ну, что не стал грузить, как говорится, ну, там минимум там на полтинник, наверное. С одеждой вместе, наверное, вообще это стольник обходится. Просто человек приехал в гости. Понимаете? А получается, а узбек узбеку не может копейку дать. Какую-то ертала. Конченные наши земляки. Почему так? Почему вас не воспитывает ислам? Вы где воспитались, каримовские засранцы? М? Каримов все-таки вас отымел жестко, блядь. Без вазелина ебал вас, блядь. И вы остались такие же, как он, блядь. Конченые. Поэтому, когда иман у человека есть, иман, как я вам говорил, рух. Рух или бар, или юг. Иман да бар или юг. Не нужно его сравнивать. Понизился иман, повысился иман, повысилось давление, упало давление, сахар упал. Ебанулись вы, блядь. Определите, сука, иман или есть, или нет, блядь. Воспитание твое есть или нет, блядь. Поэтому самое обидное, что это приходится говорить. Потому что эту грязь молчать уже надоело. Кишине разоблачать нужно. Чтоб он подумал, о чем я говорю, блядь. Почему бы тебе не измениться до смерти? А? O'lim bit oyoq ostida. Ertaga o'lib ketuvimiz bor bizni, butunimizni. Понимаете? Ertaga бах, что-нибудь бабахнет, метеорит прилетит, и мы сдохнем. И все останемся своими грязными делишками перед Аллахом. Что вы тогда скажете? А? Да, ничего не скажете. Дочитаю. Жена одного из уже осужденных по баймакскому делу, который живет одна в деревне, говорит, что без мужа ей приходится очень тяжело. Само собой. Само собой тяжело. Вон, у меня две жены тоже, наверное, им тяжело, но они, как говорится, просто, как говорится, забили на меня. Сказали, обойдите. Вот так они живут. Ну, а здесь, если семья была, жена, муж жили вместе, бах, отрывает одного, увозят не просто так, по похоти Хабирова, сажают. Прям вспоминаю один клип татарский, когда коммунизм, вот это гестаповские времена, как забирает мужа, отец отца забирают, сын вроде бы маленький остается. Клип этот какой-то, не знаю, какая песня, не помню. Жена остается, ребенок, и его отца забирают в тюрьму. НКВД приходит и забирает, упаковывает его. Ну, наверное, предатель там или что. И потом он, не помню, приезжает после Осетии или нет. Ну, клип, это клип, песня, короче. Вот как-то так. Как-то так, понимаете? Как прошлые времена. Во время СССР сейчас также брали этих баймакских мужиков. Просто так, блин. Просто. На его плечах было все. Хозяйство, дом, рассказывает женщина. Он все делал своими руками. Особенно тяжело нам было в первый год, потом уже попривыкали. Ну да, Аллаға шүкір туғанlar бар, туда-сюда ярдәм берер енді, но ничектір шыдарсың, но бұл өмірні бит қайтарып болмай. Артқа қайтарып болмай бит бұл өмірні. Красава, брат, две жены. Да, не говорите. Жена обвиняемого Ильяса Байгускарова. Ильяс Байгускарова, которого следствие включило в число организаторов массовых беспорядков в Баймаке, прошлым летом рассказывала в одном из телеграм-каналов, как она съездила к нему на начало судебного процесса в Оренбург. А это Птурамит, Байгускаров, Оренбург-то значит утро. Их двое вроде было. Байгускаров, помните, молодой такой выходил, выступал всегда. Вот моего брата посадили, помогите, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ничего. Помоги, не поможет. Что Байгускаров, отдельно я хочу обратиться. Байгускаров, который ведет блоги вот эти, если не айтам. Вот я тебе лично заявляю. Бізді юлға қушылсаң, бәлкім сен өзіңні, так сказать, мына шу жиылған мына шу ішлеріңні ни за что мына отырды сені братың утыра туда-сюда. Вот за это у тебя есть шанс отомстить с нами. У тебя есть шанс отомстить за все вот это, которое причинил Хабиров. Хабиров на башын тұрып қоябыз қолына.
есть у тебя шанс. Бізді юлға қушыл. Қорқып отырма анда мезгіллеп. Қызлар кебек, елап. Бас. Бас, дұрыс, туры юлға бас. Біздің біле қушыл. Көбәйтір. Сен бит сөйләргә яратасың, сөйлейсің үзеңне ішіңдә, так сказать, Инстаграм, видео, что, все. В последнее время не вижу его, конечно, куда он подевался. Постоянно сен сөйлейсің, публикаң көбейе сені, все, жаловался. А теперь уже все, уже посадили, теперь перестал ты говорить тоже, да? Я тебя не слышу, не вижу нигде. Шунарға әйтсем білмеймін оны. Вот этот Байгускаров. Присоединяйся к нам. Вон, Габбасову присоединяйся, я не знаю как-то. Вылазь оттуда. Вылазь оттуда, присоединяйся к нам. И с нами ты сможешь отомстить за все. По-другому никак, потому что твое просиживание там, это нам не дает, что ты наш или не наш. Понимаешь? Бізге сені аңлап болмай. Вот его жена вроде бы пишет. Путь был нелегкий, так как с нами была наша дочь Асия, писала Ирина Байгускарова. Главная цель была показать ее Илья. Он ни разу не видел своего ребенка. По каким-то причинам судья не разрешил пропустить Асию, но наш адвокат переговорила, и мы поднялись к залу. Это было сложно, наотрез отказывались, я была на грани нервного срыва. По воле Всевышнего удалось показать, но только на расстоянии 6-8 метров через щель в дверном проеме. Он помахал ей, улыбнулся, и на этом все. Спасибо охранникам Оренбургского суда. Мына сеңеме. Ну, мен де улымны көргенім жоқ. Мен де малай туылған көргенім жоқ. Фотон көрсетмей. Вроде жива, не в тюрьме. А я не вижу своего сына. Прикиньте. Вот так вот. По словам Илины, в тот день она увидела мужа первый раз за почти 1,5 года с момента его ареста. Моему уже почти 3. Будет. Ну, 3 будет, иншаллах. Работающая в одной из правозащитных организаций клинический психолог, которая согласилась поговорить с Идель Реали, она не призвала обратить особое внимание на чувства детей, отцы которых находятся в заключении. Дети в такой ситуации также переживают очень сильный стресс. Все, что было привычным, хорошим, когда мама и папа были рядом, все это теряется в один момент. И когда ребенок теряет такую опору, появляется чувство тревоги, непонимания происходящего. И в такой ситуации самое ужасное, что могут сделать матери, это врать ребенку. Миникилер инде умер буе алды. Миникилер вообще, наверное, алды там по полной программе там. Ваш отец кинул вас, так как обычно, короче. И что-то в этом роде. А здесь инде не знаю, что можно врать. Уторган кишина. Как можно, как говорится, оклеветать? Непонятно. Нельзя врать, надо разговаривать с ребенком честно. Нужно сказать, мы папу любим, будем его поддерживать, будем его ждать, и когда он вернется, наша жизнь продолжится так же, как и мы жили до разлуки. Вот эту опору и ощущение безопасности нужно обязательно вернуть ребенку, резюмировала психолог. Ну, неше сеңінде. Мына шундай ғұмыр екен, кімдір зинданда, как говорится, утра, кімдір тышта, Хабиров кебек развлекается со своей, как говорится, женой. Непонятно откуда, приперлась в Башкортостан. Вот поэтому, ну, что я могу сказать? Бізге, башқұртларға, һәм татарларға бір айбірні аңап жетерге керек. Біз бірден болмасақ, ikimiz қушылмасақ, бір-бірімізді итігізді ошасағыз, мы далеко не пойдем. Хватит жрать друг друга. И нам нужно объединиться таким образом, чтобы нас даже любое какое-то провокационное действие не должно это разлучить. Любое. Почему? Потому что бізді онаға кірген любое біз үшін шайтан боларға тиіш. И это вы должны осознавать. Бізді онаға кіре тұрған бір кем болмасқа тиіш. Вот, допустим, пример приведу с арабами. Почему арабы все раздолбаи? Они все непонятно за кого топят. Кинули Палестину и так далее. Вроде бы одна нация, но все раздолбаи. А у нас две разные нации. И поэтому две разные нации до такой степени близки, что нам ни в коем как-то даже в каких-то проблемных ситуациях нельзя разъединяться. Понимаете?
Если мы, получается, как Тайвань и Китай станем, не дай Аллах, войны не миновать. Поэтому особенно Татарстанга хочется обратиться. Татарстан бір-бірін аңларға тиіш. Мәскеуден құтылу нәрсәсі сізні буйнығызда тұра. Бик ябышкен Мәскеуге сізні республика ябышкен Мәскеуге. Нық ябышкен нәрсәкей республика Мәскеуге сіз. 1552 елны да Башқұртстанға келмеген Иван Грозный. Сізге келген. Бірінші ударны сіз алғансыз, шунда сынғансыз. Сатылғансыз шунда оқ. Шунарға, когда вы что-то быкуете Башқұртстанға, Башқұртстан сізден соң дальше болған. Сіз сынғаннан кейін Башқұртстан да сынған. Шу косякны признать надо. Шу косякны признать и в то же время принять так, чтобы сен өзіңні башқұрт туғаныңны шақырып алып, Мәскеуні барып дұн қайтырып қайтырға тиішсің. Вот за тот косяк 1502 года. Понимаете? И это каждый татарин должен признать. Я-то из Башкортостана татарин, могу сказать так. Я, как говорится, тоже страдал, получается, из-за вашего косяка. Косяка Казани. Поэтому Башқұртстанға претензия болмасқа тиіш вообще. Сізні алғаннан кейін Башқұртстан автоматически алынған, блядь. Понимаете? Сіз шуны аңларға тиішсіз. Кровь из носа аңларға тиіш. И еще самое интересное. Бұл узбеклерде да обидысы бар. Когда Туркестан брали, ломали Туркестан, кто к ним пришел, знаете, да? Я же один раз в каких-то эфирах говорил. Пришли татары, башкиры, казахи. Пришли они долбить узбеков, Туркестан ломать. Понимаете? Вот эти вот 3 нации пришли ломать Туркестан. Это обида узбеков. Поэтому мы все в одном дерьме, оказывается, плаваем. И когда любой, кто сейчас говорит, что мин Кремльга тишим юг, миним ишим юг, харберimiz помазанные. Вот помазанные харберimiz шу Кремль білі. Шуны манамында тұтығыз исте. Қазақлар тұта исте аны, постоянно. Сізге доносит қазақлар. Уртада тұрып алып, сілерге гапыряпты қазақлар. Но сіз аңламайсыз, аңғырап бәрән кебексіз, аңламайсыз. Қазақстаннан нема чықияпты, нема гап чықияпты, почему они, получается, быкуют против Москвы? Вы не понимаете это, наверное. У вас только вот это вот ТикТок, Ютуб, хихи-ха-ха, вот это всякие блогеры Башкортостана, Татарстанда, хрень полная. Узбекистан то же самое, как Узбекистан постоянно стримают. Овқаттан башқа hech narsa qila olmadi shu O'zbekiston deydi. Qayerga bormasa O'zbekistonning blogerlari только еду рекламируют. Только еду рекламируют. Вы что, до такой степени? Эти что ли? Аглоеды что ли? Och qolgan kebiksiz, ovqatdan boshqa bir gapni ham gapiringlar. Bir ozgina mana davlat masalasini gapiringlar, ko'tarib chiqinglar. Bir narsa gapiringlar endi. Biz tarafga ham gapiringlar. В чем проблема-то ваша? 37 миллионов, язык в жопе. Скажите что-нибудь от вас тоже, чтобы мы слышали, что вы топите за нас тоже, что вы хотите поддержать башкиртов, татар, казахов всех, чтобы раздолбать Москву. В чем проблема ваша? Поэтому безда спящие, так сказать, народы внутри и внаружи. Не говорят Таджикистан, Кыргызстан, они вообще как будто бы где-то отключили их, как будто бы где-то они живут, оларны вообще ишетілмей. Таджик мен Кыргыз как будто бы қоядыр кеткенлер, бізден үзілген кебеклер. Біз должны теребить их. Уянығыз. Они в своем этом дерьме копаются там. Не могут вылезти со своего дерьма никак. Не могут понять, кто, что, зачем, почему. Поэтому у нас и получается так, что мы друг друга, получается, не уважаем. Мы друг друга, получается, хотим наколоть на каждом шагу. Получается, заработать на друг друге, отымев друг друга. И в то же время потом показаться Москве, что мы
ну, типа, не при делах. И в то же время мы можем топить за Иран, за Палестину топить можем, за Сирию топили там, узбеки ехали толпами в Сирию. И чё? И чё, вы чё, кому чё доказали? Где вот эти сирийцы, которые сейчас придут к вам в Узбекистан и наведут порядок? Зовите тогда вот этого, как его зовут, вот этого главного сирийского, не Шара, Аль-Шара, где он, где он? Зовите его, чтобы Мирзяева снес он также. Соберите войска из Сирии, двиньтесь в Узбекистан, смена власти. Мирзяев от Асада не отличается. Каримов такой же был. Смените власть. Вот и вот этот тот чувак, который Алсынова кинул, уехал, спас свою жопу. В Америке он сейчас. Я пьяный молод. Он надо сказать, да, имя. Каждый башкирка манасулясang, они начинают его защищать. А я не могу его защищать. Почему? Потому что заварили кашу с Алсыновым вместе. Куштау Байрам, Куштау Тауну, восстание там подняли. И когда Алсынов, так сказать, в тюрьму сиганул, а этот сиганул в Америку. Понимаете, как получилось? Чё, тогда я говорил, чё Алсынов не вылазит. Я во все инстанции писал. Алсынов вылазь, Алсынов вылазь везде. ВКонтакте ему писал, везде писал им. Этому долбоящеру тоже писал. Чё он убежал? И мұны танцы мансы білән онда барып тұрып нәрсә инде, ладно, понятно, оқша эшли. Оқша белән ярдәм бирәме икәнсең? Мына шул 89-ны кешегә ярдәм бирә алам икәнсең? Һәрбер семьясына бу җибәрә алам икән акча? Из 89 кто сидит, он тоже изнутри был там. Но там-то не 89 было. Их же 5-10 тысяч было там, если так подумать. Посадили только там львиную копейку. До 100 человек, грубо, посадили. А там 5-10 тысяч человек было. Вот один из них, сбежавший, вот он, получается. А там еще сбежавших много там. Еще один был чувак, вроде бы тоже так же говорил, я по баймакскому делу, и выступал в русских каких-то каналах, если вы видели, из Америки. В Америку он доперся, и вот он говорил там, что я там был тоже там, та-та-та-та-та-та, какой-то студент он, короче, и вроде доперся до Америки. Что с ним произошло, я не знаю, давно не вижу. Тоже был из Уфы, короче, он был, тоже в этой теме был, в этой толпе. Шунарга, дуслар, да, білесіңі, как будто бы стыдятся что-то сказать. У меня, альхамдулилля, у меня тоже есть такая же культура. Стыдно кому-то сказать, чтобы не обидеть. Но у нас не то положение, стыдиться, чтобы не обидеть. Не то положение. Нам надо сейчас конкретно решить проблему нашу. Независимости. Уялып мында сине мына сүйләмә, ярамы сүйләргә, мына сүйләмә. Былай утыра торган булсак, без далеко не поедем. Мы далеко не поедем так. Если мы не будем, как говорится, разоблачать каждый вот это лицемерные подходы людей. Если мы не будем их выводить, так сказать, на эфиры, в конце концов, на какие-то хотя бы эфиры, то мы, получается, делаем дела, как бы вообще, для, пустоту. Работаем в пустоту. Создаем вот эти видосики в пустоту. Если мы просто постоянно мы говорим, вот нам надо собраться, надо поехать на Москву. Да мы это каждый в ролике, видосике, стриме об этом говорим постоянно. И что, кемдер бардымы? Жоқ. Шунага айтам бит инде. Бізге башта мен мына 100 айтам, ничек болса да бізге нужно собрать какой-то, так сказать, человеческий ресурс, чтобы этот человеческий ресурс был
с мозгами, как у нас примерно хотя бы. Пусть там чуть-чуть не сходится, но цель уничтожить Москву должна быть. Допустим, я могу сказать, давай Путина убьем, а те могут сказать, не, ладно, давай не будем убивать. Окей, я соглашусь. Вот примерно вот такое несогласие должно быть. А то, что мы идем туда походом, мы идем туда походом все вместе. Вот это не должно вообще в спор заходить даже. Монашо был ргатыш, да. А если мы будем говорить о том, что когда мы пойдем, зачем мы не собираемся, мы что, вот я 3 года уже об этом говорю. Еще сколько лет будем мы это говорить, я не знаю. Но там уже явно Путина не будет. Путин сдохнет, за Путина придет другой. Что будет там, хз? Ну явно, как и в Иране, никто Кремль не отдаст, поймите, никто не отдаст, блядь. Вы, блядь, не будьте наивными. Никто Кремль не отдаст. Башкортостан, Татарстан не отдаст. Как Габасовы, Кашаповы все говорят. Вот развал будет. Какой развал? Кто кого разваливает? Трамп Россию не разваливает. Он, наоборот, его сохраняет. Вон он сейчас чпокнул Иран, чтобы цены до $120 выросли. До 120 выросли сейчас бренд нефти. Все, банкует Россия. Бабло поднимает. А? Чпокать украинцев. Ну как вам помощь Трампа? Брехтан беря, брехтан ола. Аңладыңыз? Вот так и шайтаны и делают. Понимаете, шайтанское движение, вот это и есть. Когда человек, Трамп, шайтан помогает своему Путину, шайтану. Понимаете? 2 огромные державы поддерживают себя на плыву, чтобы не утонули в этой кровавой месиво. Вот и все. Поэтому, когда вы говорите, что мы не будем воевать с Москвой, я не знаю, как это вы будете делать. Я не знаю, я вообще не могу представить. Как вы хотите взять Москву? Или там, как вы хотите взять Уфу и Казань и остаться там независимыми? Поставить своего президента, даже пусть Курултай не будет, как вашему примерно. Будет президент Башкортостана, Татарстана президент будет. В таких же маленьких территориях будете жить, вот этих, которые я, как говорится, хочу расширить. Вы там будете жить в таких маленьких местах. И получается в итоге в старых, так сказать, регионах своих. А по краям везде будет руснявые, везде русня будет. Вот так вы хотите жить. Без войны. Как это будет, я не знаю, что в этот момент Москва скажет, да, Башкортостан, делайте тебе паспорт, Татарстан тоже делайте паспорт, Кавказ, Чечня, отделяйтесь. Да вы во сне даже такое не увидите. Даже сон ваш не сможет показать такое. Потому что не будет такого. Чтобы Москва отдала, ай, давай, все. Распустил я рабов. Мне не нужны рабы. Понимаете? Такого не будет. Так же и в Иране. В Иране сын будет сейчас этого, аятолика, этого Толика. Будет другой Толик. Вот и все. Толик первый, Толик второй. Толик третий будет. Всякого этого Толика второго есть. Толик третий, сын. Толик третий будет. И так и будет вот это. Гестаповская система будет продолжаться. Кто отдать хочет? Никто. Вы же даже далеко бегать не надо. В Узбекистане, вот Мирзияева. Кто-нибудь смог из оппозиции поменять Мирзияева? Чего узбеки не смогли поменять? А? Что-то не получилось. Почему не получилось? В Казахстане попытались сделать Кантар, поменять. Попытались ведь. А в Узбекистане даже этой попытки нету. Кыргызы 3 раза поменяли. Аплодисменты. Таджики вообще пипец, короче. Зачмырили полностью этот народ. Рахмон там 36 лет сидит. Понимаете, вот как. А мы сидим самое больше, наверное, чем вы, прикиньте, блин. Мы с 1552 года захваченные, прикиньте, блин. Ох, радоваться, да, нам, блин. Кайф, блин.
Мы с 1552 года рабы Москвы на своих землях. И башкирт bilan татарга это не доходит. Он недавно цепанулся с родственниками тоже. Сестра в хлам топит за Путина. Моя собственная сестра топит за Путина. Я ее на трибут нахрен послал. Адам падам тугуль. Понимаете? Человек, как один товарищ говорит, укушен телевизором. Телевизор и их укусил там. Жестко. Ой, mana shunday ovullarni ko'rsam sog'inib ketam ovulni. Ovulda rahatayman. Shulay qaytaylik, nanaylarga, ovulga, shaharga, o'qirga ketganda общежитиеdan qaytasin, rahat. Süt, qatiq, separatdan ayirtilgan süt, shuni потом pishda pishgan epey shunday qaravay shunday pishiraylik, shunday shupra bilan, потом uni shupralab epey mana shu ko'tarilib endi qaravay endi shu shlop bitirib kesib beranay. Onlarga потом tege narsakay bo'yisin qo'ymoq, свежий aparatdan chiqqan qo'ymoq u tege sıyık tugul u уже normasini ishlayinay, qoshiq turadi. Понимаете, оригинал, там 99% жирность, понимаете? Не как в магазине, 30% жирность, а вот 99% жирность. И получается, что эпей bilan shuprali epeyni bilmayman, mana Qozog'iston o'tiraman, unda 18 kishi shuprali epeyni o'shag'anig'iz bormi, yo'qmi? U Boshqirdiston bilan Tatariston bilan, наверное. Shupra это хмель. И хлеб из хмеля делается. Дрожжи, хмельные дрожжи. И этот хлеб, каравай вот этот наш, икмагинде bizning zo'r apay, shu apay biz shunday kislenький, shunday oshib ketsa kisli bo'lib qoladi. Свежий bo'lganda kisli, tege oshitib jibarmasa, свежий bo'lsa вообще shunday ozginagina oshisi bor, и shunday endi shu apayni oshisim keladi. Bilasizmi, shu sog'indim shu apayni. Когда я его буду кушать? Неизвестно. Когда я эту печку найду, когда я этот хмель соберу, его еще варить надо. Я не умею варить его даже, надо научиться варить его еще. Его она варила, потом она как хамар-туруш. В Узбекистане хамар-туруш. Хамар-туруш делают из хрен знает из чего, короче. Но оно не то. А вот это хмельной хамар-туруш, это тема. И получается этот хлеб с дырками получается, как сыр. Как это в Голландии, как голландский сыр, да, или там, не знаю, сыр с дырками. Чиз, вот это как Том и Джерри. Вот такой хлеб с дырками получается. И офигенный это считается. С дырками это вообще там унган икмак. Республика, из которой уезжают 160 тысяч трудоспособных жителей Башкортостана, работают за пределами республики. Рахат дунья. Күрәсезме? Получается, үзбәкләр 6 миллион килә Рәсәйгә, тутыра шул урынларны, а башкортлар эт белсен кая китеп бара. Башкортлар республикадан киткән 160 мең. Бу әле әз. Үзбәкләр 6 миллион. 10 миллион. Каримов әйткәне 6 миллион. Азы может 10 миллион урам этләре. Третье место нас в стране. Третье место в стране. Прям третье место. Ох, блин. Как этот, золото, серебро, там, третье, что бывает там? Ну, какой-то медь. Хабиров еще в 2019 году обещал вернуть вахтовиков домой. Ой, блин, 7 ел алдын aytgani shu, istab bor, vaqtaviklar qo'yta qo'ya endi. 5 лет ушло на то, чтобы запустить программу «Башкирская вахта», суть которой не работай дома, а вахтуй на УМПО в Уфе вместо ЯНАО. То есть даже внутри республики человек не может найти работу рядом с домом. Bu bittiga men aytgan sizga любимый тема. Men sizga 100 aytaman bitida. Mana сравнение того, что с Норвегией. Я жил на севере Норвегии. В Норвегии на севере или там на юге, там разницы нету. Может, чуть дороже, да, платят, чем на юге. Не знаю, точно не могу сравнить, но вроде одинаково. Получается, и на юге работа есть, и на севере работа есть. И на севере те же цены в магазинах, и на юге те же цены в магазинах. Прикиньте. Вот это стабильность. Понимаете, вот эта страна. А без нәрсе олардан хуже, что ли, а? И в каком-то году только нефть нашли.
Когда мы уже в нефти купались, Башкортостан и Татарстан, Норвегия только нашла его. Понимаете? До этого они тоже в лаптях ходили. А сейчас первый уровень. Первый уровень богатства. Каждого 5 миллионов норвегов, 5 миллионов всего лишь их, вместе взятыми вот этими беженцами, как мы. 2 или 3 ляма только норвегов. А 2 ляма или 3 ляма это беженцы. И вот на этих 5 лямов в Норвегии открыт счет в швейцарском банке, что они обеспечены все деньгами, норвежцы. То, что они могут и не работать, у них бабло хватит прокормить какое-то поколение людей. Прикиньте. А Башкортостан и Татарстанда нефть, алтын, газ ішінде яшаgan башкор bilan татар должен ехать куда-то Янао на чужие земли. И там золото копала, пятагин давала, продавала, жопу давала, приезжала, замерзла, деньги привезла. Ну, от силы там тоже зарплата почем была в то времена? Ну, 150. Когда в Башкортостане 30, там 150. Ну, примерно вот так. 5-кратная оплата. Но это тоже не жизнь. Ушел на год на вахту, жена здесь, становится шлюхой, а ты там бледуном становишься. Потому что вы не видите друг друга. А когда жена первый раз увидит твои деньги, она все, тебе только акша. Сен акшагына жиберасың анарға. Сен уже сен керекмейсің. Сен дойной корова айланасың. Ол жизнь мынин да. Ол жизнь түгел. Шунарға как он, что, рядом с домом. Башкортостанда мен айтқан енді, иншаллах, біз құрабыз деген Башкортостанда һәм Татарстанда бұларға тиіс шулай. Һәрбір баймақ боламы, салават боламы, сәлтамақ боламы, куандык боламы, любой тишікті іш бұларға тиіс кішіге. Любой, мына, шул жерде яшейді, допустим, шунда іш бұларға тиіс кішіге. Өтәләніп, әлі қой үске йөрмәскә тиіс ул. Сібірге барыға, әлі қоя ит юлына қағын, үзбәкләр кебек, дүния кизәләр. Күрдіңіз бе енді? Израильге да барған. Самарқандлық таджик Израильге барған. Өзбекстан гражданины бит енді, таджик болса да. Свой, наш человек. Узбекистанец, они, как говорится, говорят в новостях. Вот этот узбекистанец Израильге барған ішлерге. Просто фигей над людьми. Құрып кетіпті ме ер, а? Şu Израильны кровавый пуліні апкемастан. А біздікілер, получается, живя в Башкортостане, имея столько богатства, должны скитаться по всей России, как цыгане. А вот все приезжие будут жить в Башкортостане. Индусы там, еще кто-то там, кого там еще. До этого хорошо иногда выгоняли вьетнамцы. Вьетнамцы заполонили один раз Башкортостана. Вьетнамские рынки вот эти, достали они, вьетнамцы. Потом их начали прижимать и чуть-чуть уменьшили их потом. Нафиг не нужны уже стали. Больно сильно разбогатели они. Дома понакупали в Башкортостане. Да вообще там полностью доили, так сказать, этот Башкортостан своим барахлом. Ну, вьетнамцы неплохие люди, по идее. Но все равно. Үзебізге іш юк, біреулерге, киргизерге, оларға ход ашық. Поэтому бізге үйренерге керек, үзебізде башта ішлерге керек. Вот үзіңнен қалған ішні біреуге беруге можсың. Сперва өзің ішле. Өзіңні жеріңде. Өтөленіп, әлі қой башқа дәулетке барып, или башқа шахарга барып, жүрмәстен. И в дальнейшем, в болашақ, уже 2 часа я с вами, что ли, нет, 1,5 только еще. Ну, еще чуть-чуть посидим. Шунарға, достар, башқа дәулетке барып, точнее, мысль улетела. Башкортостан и Татарстан, когда у нас будет, независимым, уже башқа дәулетке барып, сахаға, әлі қой, башқа дәулет была бит енді ол, башқа республикаға. Ішлерге керекмей. Саха өзіні үйінде ішлерге тиіш. Мал ненесла өзлері ішлерге тиіш, өзінде. Hər bir өзі кіші өзінде ішлерге тиіш.
Но Ямало-Ненецкий автономный округ, конечно, Ненеция, я всегда говорю, это Ненеция, конечно, войдет в наши земли. Когда она войдет, фиг с ним, базара нет. Башкортостана можешь ехать в Ямало-Ненецк и работать там. Потому что у нас там должны быть порты. У нас будет порты там. Северный морской флот будет у нас. Башкортостана, Татарстана. И всем, кто біздің туғанларға, мы будем, как говорится, давать эти порты тоже работать. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, может даже Афганистан будут у нас порты. Как я объяснял, линии. Казахныкі, мында Узбекныкі, это всем отделим, как говорится, место на, так сказать, на побережье. Чтобы у них были свои гаражи, свои порты, свои вот эти, так сказать, движухи. Лично их движуха будет. Куда они будут, что продавать, их дело будет. И для нас это будет плюсом. Мы, само собой, ну, как на какую-то там энную сумму, может, наверное, будем давать, а в то же время, может, и не будем брать какую-то энную сумму, чисто просто можем развить вместе, скинуться, объединение общее сделать, что все эти наши туганлар работать будут на одно течение, так сказать. Вот этот весь портовой бизнес может объединить нас как вот ООН там, или как вот это НАТО, как ЕС, вот это. Вот так мы там можем объединиться и сделать одно общий порт, чтобы у нас был мощный флот для всех. Прикиньте, у нас несколько государств будет и один флот. Против нас никто уже не выйдет. Поймите, Америка шелковая станет, и даже евреи, как говорится, кровью срать будут после того, как у нас будет флот этот такой. Понимаете смысл? Мы и налево, и направо будем бороздить, так сказать, моря, и все. И прикиньте, у нас будет флаг там, какой-то общепринятый флаг будет всех наших этих, да, допустим, Башкортостан, Татарстан, Казахстан, флага, и это все на одном орнаменте. Прикиньте, с корабля будет висеть вот этот флаг, грубо говоря, 5-6 государств в одном флаге. Кто рыпнется? Понимаете? Само собой, у нас будет одна полоса портовые, одна полоса военные. Само собой, мы закупим в Японии, я читал где-то в Японии и каких-то еще в других странах, будем закупать подводные лодки, тоже под нашим флагом, общим. Мы можем даже это сделать. Кстати, раньше я об этом не говорил, вот сегодня я доперло мне это. Решил так, как говорится, высказаться. Понимаете, под одним флагом, кстати. Зачем разделять? Давать в аренду что-то я. Нахрена в аренду давать-то, блин? Общее наше будет. Ненецкие острова, так сказать, побережье, можем так говорить, начиная там с края Татарстана, заканчивая края Башкортостана, вот эта полоса, все будет наше. Ну, имеется в виду, все это наше внизу будет, это наше, а вот верхушка будет общая. Потому что будет морской путь, морской флот. Понимаете как? Прикольно же? И как всегда я говорю, что Казахстан, да, у нас чигара бумейда. Вот это границы не будет с Казахстаном. Башкортостан и Татарстан, да, не будет границ, и мы снизу вверх туда-сюда будем катать, возить это все, хлопок, барахло, все будет ехать. А для нас будет плюс Башкортплян Татарга. Потому что каждая заправка этого, так сказать, машина вот эта большая, забыл, трака, фуры, короче, заправляться будет нашим башкирским татарским нефтью. Классно же. Понимаете, башкирский татарский нефть будет использоваться. Заехал узбек, допустим, или там таджик, едет он, оп, и Башкортостан или Татарстан на Чигирасиной крае заправляется. Также по дороге он в Казахстане заправляется. Это же прибыль государству. Ну, прибыль государству. Это уже личное. Это же нормально. Нефть будет использоваться, бензин, соляра, дизель. Все будет уходить, бабло в казну. Плохо, неплохо, нормально. Понимаете? А концовка будет общая. Почему? Потому что, как говорится, концовка, прибыль и бизнес, и военная система, она должна быть как-то, ну, так сказать, общая. Почему? Потому что именно морской флот, военный морской флот, если нашими всеми государствами будет одно, единое, у нас будет сила. Неделимая, нерушимая сила. Если мы сделали бы, допустим, если я бы сказал бы, как в начале раньше я говорил, пока непонятные вещи,
если мы сделали бы, допустим, Башкортостанного флота отдельно, Казахнака отдельно, Узбекнака отдельно, это размельчение. Там, во-первых, места не хватит, и в то же время это будет бардак. Кто, чё пошло, то-то. А тут, получается, на всех, там, допустим, 10 подводных лодок, 10 истребителей Кунатурган, огромные корабли, допустим, я говорю, 10 платформы вот эти, там всякие военные, там штурмовые, короче, атакующие корабли, быстрые такие катера, и вся вот эта дичь. Вот она будет сбоку где-нибудь отдельно стоять, или там по бокам будет стоять, и посередине один, вот так. А вот посередине это будет уже просто порт. Допустим, может приехать любой этот огромный круизный лайнер из Америки, и мы там можем сесть, допустим, сели с Астаны или там из Уфы или с Ташкента, поехали, бах, туда. Дорога будет, само собой, такая прямолинейная дорога, должна быть Башкортостан, Татарстан, на Кизерге, и Киучу был туда-обратно. Сели мы туда, доехали до Ненецких островов этих, сели на круизный лайнер и покатили в Америку. Классно же. Понимаете, это, вы думаете, наверное, мечта идиота, вы думаете, наверное. Нет, это, знаете, не мечта, это та тактика, которую мы должны, как говорится, разработать. Это та цель, которую мы идем. Лично я к этой цели хочу дойти. Это цель. И эта цель, как говорится, вы можете сказать, невозможная. Нет, это все возможно. Просто, как говорится, если вы найдете в себе рух, духовно, если вы найдете там у себя в организме, так сказать, в вашем теле, у нас все получится. Все зависит от вас. Чем больше, как говорится, вы соберете, как говорится, свое, как говорится, достоинство в одно, как говорится, кулак, тем быстрее мы это совершим. Легко. Убирается Москва, и строится наша республика. Башкортостан, Татарстан и объединенные территории все туда-сюда раскиданные территории с Казахстаном, разобрались с Казахстаном, кому что досталось, поделились, все, остальное все наше. Понимаете? И, как всегда я говорю, Тюмень, понимаете, это все, это огромное полушарие земли, представляете, это писец просто. И тут никакой Туран, Муран, там, Шуран нам не нужен. Понимаете? Это будет колоссальная земля, которую даже Стамбул позавидует. Он охереет. Понимаете? Сам припрется. Ой, туганлар, кечерилер, ой, блин, я ошибся. Вот так они будут приползать к нам, понимаете? Вот к этой цели нужно идти. Чуть-чуть, как говорится, үзізні ғұрурлығыңызны табыңыз, ғұрур болырға керек аз болса да. Не общины, понимаете? Біздің милләт, біздің милләт. Если встает на какой-то пьедестал, он начинает, как говорится, дерзить, забываться. Понимаете? Турецкая система такая же. Азера то же самое. Понимаете? Это вот такой вот менталитет людей. Поэтому нам нужно вот этот, я не знаю, подальше засунуть вот это в свое неправильное движение, так сказать, выработанные годами, веками, я не знаю, от предков досталось вот это выеживание. Уж оно югалтырга керек уже с наших действий, понимаете? Только когда мы свое вот это движение, высокомерие и так далее мы уберем, вот только тогда мы сможем объединенные, так сказать, красиво звучало бы, объединенное королевство создать. Прикиньте, королевство Азии. О, звучит, да, блин? Азиатское королевство, блин. Ни хрена себе, да? Понимаете? Бунда Идель-Урал и Туркестан ханлығы. Идель-Урал, Туркестан ханлығы. Звучит. Понимаете как? Ханлығы. Но в то же время, как говорится, жить будем в демократическом правильном обществе. В 21 веке все-таки мы же не в древности, как говорится, вас склоняем.
Потом друг новенький, который меня увидит, скажете вы, идиоты, опять какое-то исламское государство хотят застроить. Еще раз повториться хочу. Исламское государство у нас, альхамдулля, так и так будет. Но оно будет само собой в таком духе, что от 21 века вы никуда, ни мили туда-сюда не качнетесь, не бойтесь. В древность я вас не загоняю и не собираюсь в древности жить. Допустим, даже, да, телефоны есть, в дальнейшем пусть будет, я не знаю, какие-нибудь гармошки телефоны. Пусть будет что-нибудь такое, чтобы просто вот, не знаю, что-то такое, чтобы сверх вообще уму непостижимые вещи. Пусть будет. Понимаете? Потому что рост наших мозгов, он должен усовершенствоваться годами. Мы не должны оставаться в древности. Нам это никто не повествовал. Нам никто это не оставил, чтобы мы в древности жили. Понимаете? Просто нужно, так сказать, жить в тот же момент с иманом. Иман, доброта, рахамле, милостивые такие, если мы будем, мы сможем преодолеть все. Все препятствия жизненные можно преодолеть только благодаря вашей, так сказать, милосердности. Нет милосердия, мы опять погрязнем в коррупцию, погрязнем братоубийство, войны между собой, делить будем территории, вот это все дерьмо. Поэтому еще раз говорю, в России земли хватает. Нам всего лишь нужно сделать маленький скачок, чтобы их забрать, сделать потом сабр, поделиться по чесноку. Кому что достается. Поделиться, чтобы никто там потом зуб не точил. Все четко, честно. И все. Ana shunga sizlar rozi bo'lish keraksizlar yana. Самое главное. Shunlarga siz rozilik bergatirishsiz. Чтобы потом косо не смотрели, допустим, Кавказ, или там Поволжье, или там Эрземокши, потом еще какие-то государства, которые, они не должны будут какие-то косые действия делать, когда мы будем делить Россию. С Казахстаном, само собой. Каждый вот этот момент. И еще раз хочу сюда добавить, уж если уже мы делим земли, Казахстан если не перепутать, до Китая, там, до Монголии, Алтай, туда-сюда, должны мы сделать так, чтобы через Казахстан, в дальнейшем, потому что вдаль туда уходит Казахстан, чтобы Алтай, Бурятия, не дай Аллах, не должны захватиться Китаем. Поэтому максимально везде должен быть там Казахстан. Максимально. Максимально лучше пусть будет Казахстан, чем эти Чайна-таун. Почему? Потому что Казахстан в своем, так сказать, приоритете, он имел в прошлом эти земли, и вот этих китайцев, так сказать, наши набеги, я по истории недавно где-то наткнулся, читал, долбили. Китайцев мы долбили в прошлом. Поэтому как бы Китай как шелковые нахрен должны быть. Вот у них шелк выходит, вот они должны такими стать. Это конкретно для них должен быть звоночек, когда мы возьмем свои земли. Китай вообще должен быть с нами как друг. Как друг. Максимально ему предложение будет такое: ты нам друг, или с Америкой сам разбирайся. Вот примерно вот такая тактика должна быть у нас. Чтобы, если ты становишься нашим другом, мы можем потом в дальнейшем, вдруг какая-то еврейская ересь какая-то вылезет, против них идти вместе. Потому что Китай все-таки должен понять, что уйгуры – это не их земля. И поэтому ультиматум Китая будет двойной. Получается, до Бурятии должен перекрывать максимум Казахстан, имеется, как перекрывать, максимально держать усилия, чтобы туда Китай не прошел. А тут, получается,
Узбекистан, Кыргызстан и так далее, еще мы, Башкортостан, Татарстан, Кавказ и так далее, мы должны выдолбить любым способом, надо будет воюем, уйгурские земли. Весь Туркестан восточный должны мы выдолбить обратно. Надо будет еще с Китая сорвем место, как говорится, земли. Если уйгуры захотят, заберем. Надо будет. Но лишнее нахрен нам ничего не надо, конечно. Поэтому өзіміздің жерлерін хотя бы олар өздерінің жерлерін ішкәртсінler. А вот нам надо будет забирать. Наша задача же как бы не спасение от Китая между как бы Туркестаном, внутри Туркестана не бывает же Китая. Оно целое единое было. Это Китай полностью его просто к себе приватизировал. А у нас, между нами есть эти узкожопые, без вазелина, которые лезут постоянно куда-то. Вот их не должно быть у нас. Поэтому у нас захват земель будет колоссальный, огромный и без препятственных вот этих народов русских. Имеется в виду, внутри русские жить будут, останутся. Само собой, имеется в виду, Москва не должна будет вообще там вякать. Аузын Москва вообще. Аузы вообще биклянып, запечатан должен был. Москва без yok. Даже Крым қарарға тиіш түгел. Мына шулай даже қарарға тиіш түгел вообще. Боковой зрением даже не должна смотреть нам. Көзін уйып аларға керек хайванларны. Если вдруг захотят посмотреть на нашу сторону. Имеется в виду, наша страна начнется до Рязани, после Рязани, до, короче, вот Воронеж, Рязань, примерно вы поняли, вот эти траектории, это все будет наши земли. И там Эрземокш, Кавказ, без шоу. А сверху, само собой, над Москвой, Ленинградский область там башлап, это будет все Ингерманландия. Ингерманландия максимально выйдет тоже на моря. Мы, кстати, с ними будем по соседству. По соседству с Карелией, Ингерманландией, вот эта вся ихняя верхушка будет с нами по соседству по, так сказать, морскому пути. Как-то так. Наверное, бороздить, когда мы будем моря, будем вылазить через них, наверное. Потому что как мы летать будем, что ли? И вот, наверное, там будем разбираться, кто кому дань будет платить. Ингерманландия будет у нас брать, если мы, как говорится, договоримся, значит, что нам зеленый свет, и им тоже будет зеленый свет в сторону Японии. Каждый, кто будет проезжать через нас, мы пиратские действия не будем совершать. Ну, контроль, само собой, будет, но в то же время мы не будем их долбить, как, допустим, как сейчас вот Америка с Ираном, там вот этот промежуток, этот шлейф делят, короче, воюют из-за этого шлейфа. У нас такого не должно быть. У нас, понимаете, как это... Сухопутный путь получается у нас обширный уже будет, обширный, безга, ой, әлі қойларға баруға можно будет. Шелковый путь, как говорится, тоже у нас будет в приоритете. Башкортостарға да он как бы будет, я думаю, заходить с Казахстана, так сказать, нам зеленый свет, иншаллах, будет. А морской путь, бороздить будем вместе, считай, и у нас будет там тоже зеленый свет везде. У нас никаких шлейфов нету, кто-то нас... Там у нас все наше будет, прикиньте, блин. Нас закрывать даже никто не будет. Мы можем, получается, отсюда на Америку чпокнуться слева направо, а справа налево и можем поехать в сторону Японии, Сахалина и туда. И нас никто не будет чпокать, прикиньте, да? Вся Якутия, вся Саха, все открыто у нас будет. Никто никому не будет ничего платить. Прикиньте, да? И по земле уж пройдусь, по краям, если мы идем, полностью Дальний Восток, вот этот Уссурийск, Хабаровск и так далее, как я в других эфирах говорил, мы должны будем соглашение сделать, отдать его Японии. На какую-то там энную какую-то сумму мы их как бы разведем. Ну, как разведем? Красиво разведем, чтобы они нам какую-то энную сумму дали, в каких пониманиях? Технологии, чтобы они привезли нам, начиная из краев Владивостока, краев Кавказа, нам они технику должны, ну, так сказать, технологии свои дать. Вот на этой почве мы с ними договоримся. Эти земли мы им, грубо скажем, перепишем на них.
чтобы они уже вылезли уже, в конце концов, со своего Токио и так далее, с маленьких своих островов. И научились уже жить в обширных территориях. Разводить скот и так далее, и заняться, как говорится, дельными делами. Чтобы нам было у кого поучиться. Понимаете? Bizga yaponlarga tinglashirga kerak. Yapon bilan biz teng bo'lishga tejibmiz. Oni miyin biz o'zimizga qabul etib bunda quyib olishga tejibmiz. Oni miylarini, ularni miylarini. Chunki bizni miylarimiz, так сказать, засорили русским миром. И мы, как говорится, должны обогатиться с такими мозгами, которые будут в дальнейшем производить такие точные технологии, так сказать, что Башкортостан, Казахстан, разницы нету. Все наши вот эти объединенные, так сказать, республики должны будут обогатиться именно мозгами, которые произрастают у японцев. Японские мозги, грубо скажем, мы должны копировать себе. И вместе совместно производить еще лучше крутые вещи. Понимаете? Максимально, может, даже в дальнейшем, если разведем, получается, робототехнику, сделаем мы, как говорится, вот эти, как сказать, поля, которые сеем, пашем, туда-сюда, могли бы в дальнейшем сделать, чтобы там работали роботы. А мы чисто контролировали их там на кнопке, там, я не знаю, на чем-то. Понимаете, интересно же это будет, а не так, чтобы робот там, китайцы делают, дерется, он, блин, что-то еду таскает туда, нафига. Нам нужно, чтобы они на полях работали. Понимаете? Прикольно же будет, на полях они, чтобы работали, на комбайнах сидели, сеяли, пахали, понимаете? Собирали урожай. Роботы, нормальная тема. И контролировал его колхозник, фермер. Все это будет он контролировать, он должен будет обучиться, его должны будут обучить японцы или кто, я не знаю. И все, весь этот контроль должен будет проходить по ихнему, так сказать, крутому регламенту. И швай потом мы, получается, пустой жиробызбитин бизнекюб, представляете, это как гектар жирлер будет, от башлы жирлер, это тайгалар, нәрсәгенә югал. Шу жерлерni bizga ishkartirga kerak. Даже Qozog'istonga men kiram, Qozog'istonning жерine kirib o'tatirgan bo'lsak, пустыня. А uni kim qaraydi? Uni ham qilish kerak. И вот туда тоже пустить надо робототехнику. Именно робототехника, чтобы пустыню оживила. Чтобы максимально пустыня стала зеленой. Везде у нас и пустынь этих хватает, и в Бурятии, и, мне кажется, и в Сахе пустынь этих до хрена. Пустынь дофига там везде. Эти пустынь полно везде. Поэтому эта пустыня должна исчезнуть. Даже вот этим на Кавказе пустыня, которая засыпает этих калмакларно вот это, калмыков засыпает пустыня. Там у них уже ихнего, блин, хрень, города уже нету, так сказать. Ни хрена ничего нет там. Тозга батканлар, нәрсеге кумга батканлар олар, ондай бухта yok, ондай что происходит, непонятно. Потому что су yok. Су кетерге керек анда. Bizga shunday мировой такие природные ресурсские какие-то дурацкие, привет, дурацкие дела, которые не делает это вот это, которые грабежное государство, нам надо делать теперь. Мы что, за собой хотим оставить Луну, что ли, блин? Да, вот этими красными, как говорится, или там серыми, какие там на Луне дырки, короче. Как мы хотим, получается, детям оставить что-то, если у нас ничего нету? Уродскую землю оставить хотим, разграбленную после Путина. Пол Сибири он разрубил уже с этими китайцами, саранча уже, сожрала там, блин, оғаш юғанда уже. А урна утырткан кеше юк. Аллаға шүкір, Аллахым сам все делает за нас. Давайте вот это дочитаем, я что-то ушел на другую тему. И тут про Янао, да, ведь говорилось. То есть даже внутри республики человек не может найти работу рядом с домом. Вот тут я остановился. Но уезжает не только на вахту, уезжает насовсем.
Ну, Минки Бекман, она совсем, я чухнул оттуда, потому что там невыносимо жить. Я в Башкортостане жил очень мало. Постоянно жил я в Москве. Почему? Потому что Башкортостанда для меня то и не было зарплаты, чтобы я мог бы как-то себя обеспечивать. Как в каком-то эфире я говорил даже, я попытался там, у меня ИП было, открыть, там, бизнесом заниматься, прижали. Администрация района прижала сама лично. Я должен был платить дань. Я платил. Заставили взять другое место, где не идет торговля, я платил за это пустое место. Просто я его для марафета накрыл, как будто бы, и платил за него. А жизнь шла в другом месте. На проездах. Ездил я, на выездах. Вот так я как бы күнләремне кичерәем анда. Үземнең Башкортстанымда мен был в посягательстве от государства, что меня должны, они были грабить, я должен был им дань кидать. Где такой виден, да? В Европе нет такого взятничества. А там есть коррупция. Не заплатил ты никто. Ты должен платить. Как-то так. Так, что тут? За последние 12 лет из деревень республики исчезло больше 80 тысяч человек. Ну, круто. Целые районы усохли на четверть, некоторые на треть. Сибай всего за 15 лет потерял каждого пятого жителя. Было 67 тысяч, осталось 55. Белорецк с 71 тысячи сполз до 62 тысячи. Ну, соғышта өлгенлер, значит. И едут не пенсионеры, едет молодежь, те самые люди, на которых все должно держаться. Шунага айтам бит инде, авылларны безгә рivajландырырга кирәк. Авылларны безгә үстерергә кирәк. А бу урыслар ябып ташлады бүтән колхозны. Мәскәү бүтән нәрсәне сыгып ташлады белән. Бездә. Иманын укытты. Арифметика простая. 150 тысяч в Москве или 30 в родном районе, где из инфраструктуры автобус раз в день и фельдшерский пункт через деревню. А, это Окша. В Москве 150, а в районе 30 тысяч. Конечно, все прутся в Москву. Где из инфраструктуры автобус раз в день и фельдшерский пункт через деревню. А я мәктәптә юк анда. Мәктәп, садик, бер нәрсә юк анда. Кем яшәргә тиеш? Выбор очевиден. И пока он очевиден, никакие программы не сработают. Республика теряет почти 20 тысяч человек в год. Это не абстрактная демография, это конкретные руки, головы, налоги, которые уходят строить чужие города. Шлавит? А Белый дом продолжает рапортовать о стабильном развитии региона и трудоустраивать по 700 человек в год при оттоке в 160 тысяч. Вот и все. Надеюсь, меня слышно. Порой как будто меня не слышно. Күршеләр нык охрайында. Ужасно. Вот как-то так. Поэтому туганлар, авылларга срочно нужно аяққа көтәрергә. Без авылда үскән малайлар. Без авыл малайлары. Понимаете, без авылда яшәргә тиешбез. Ничек инде авылсыз вообще шәһәр була. Авыл булган, потом шәһәр булган, поймите. Миңа шулай әйтәләр. Хортлар. Авыл булмаса шәһәр булмас. Поймите, потому что авылдан барган шәһәр курган. Шәһәрдәге авылга барып авыл курмаган бит. Понимаете, это же, как это русские говорят, мы вот приехали в Ташкент, мы построили Ташкент. Инәңнең кишеге построил. Инәң кишеге. Как ты можешь, блин, построить Ташкент, если он 2-3 тысячи лет назад он был уже на месте стоял, блин. Придурки, блин. И вот это я не могу понять. Мы построили Байконур. Да, может вы там пустыни что-то построили, но оно было. До вашего захвата оно было где-то что-то. Но Байконур казахи не ждали же. Нахрен им нужно было вот это, блин. Болезни, вот эти все. Радиация. И после этого вы построили. И что им вы дали?
Что, они все летчиками на Луну полетели? Все космонавты стали казахи? Или что, я не могу понять. Вот порой удивляюсь над русскими, когда они думают, что все они дали. Этим узкожопым я не могу вот доказать, что вы захватили, и вы это не хотите признавать. Вот в чем ваша подлость. Ваша подлость, что вы не хотите признавать, что ваши вот эти коммунисты, ленинисты, цари вот эти чертовые, романовые всякие, ашкаль-дашкальдар, блин, захватом только занимались. Колонизаторы вы. И вы потом говорите нам, что вы построили какие-то города. Так нахрена ваши города нам нужны были? Мы могли бы и в ауле жить. И классно нам было в ауле, блин. Молоко, мясо, сметана, коты, все есть. Сегодня вот до этого видел в ТикТоке маленький ролик, эпизод монгола. Монгол живет в юрте, варит мясо кизиками. И какой-то черт написал: фу, вот как это, потом кизики кушает там, или что такое издевательство написал. И ему кто-то ответил: ты дурак, что ли? Говорит, кто кизики в еду кладет? Кто-то написал ему. Ненормальные люди. Эти, кто на русском пишет порой, узкожопые придурки, что ли, вы, я не могу понять. Кизяк это, если что, блин, это, как это, дрова, блин, так называемые, который хорошо горит, жар дает и так далее. Хоть и сделано из говна, как говорится, коровы. Что в этом? Ничего в этом нет. А вы, получается, такой тупой вашей головой, как говорится, древние наши технологии хотите опустить, блин. Вы сами хайваны тупорылые, опущенные. В лаптях ходили, идиоты, блин. Вы, наверное, лапти сжигали, я не знаю, что вы сжигали, блин. В печку что кидали-то, блин? Заживо людей, наверное, кидали вы, блин. Кости жарили. Херею над вами, блин. Поэтому поймите одну вещь. Если ты будешь жить на Луне, я не знаю, чем ты будешь топить там, охереешь от холода. Посмотрим, ты кизяком будешь или своей сракой будешь топить, я не знаю, что-нибудь, как говорится, буржуйку свою. И как ты будешь его, как говорится, утеплять. Посмотрим, как это будет происходить. И когда люди живут огромными, так сказать, животноводческими делами и живут где-то там на поле, в юрте, деревьев, где нету, на пустыне, и они додумались, без твоих мозгов, прикинь, блин, додумались делать из кизиков дрова, прикиньте, блин. Это же технология. А вам, идиотам, только поржать надо над этим. Вот где ваши Иванушки-дурачки, ваша тупая голова. Понимаете смысл? Поэтому в любом, как говорится, движении человека, который хочет выжить, он нашел к нему приспособление, и это нормально. И это наши предки. Кочевые наши предки, альхамдулилля. И мы, как говорится, не умрем нигде. Поэтому я всегда говорю, что вот здесь даже, сегодня объяснял этому придурку, поляку, я говорю: слушай, я из России, он с Ирана, я говорю. Пойми, я говорю, хоть и, как говорится, не русский, я из России, в данный момент уж, чтобы он понимал, я же не ему скажу, Башкортостан, Татарстан, я пока ему вдолбится. Я сказал, я из России, пойми. И из-за того, что я из России, ты подавно, он мне не указ. Какая-то мразь, шавка иранская, мне не указ. Вот таким высокомерием пришлось ему ответить. Почему? Потому что они думают, что мы из России и такие вот опущенные. Они не могут понять, мы из какого, так сказать, дерьма залепленные люди. Блядь. Вот это нужно людям донести, и мы должны этого придерживаться. Если нас, как говорится, оскорбили, что-то сделали, мы должны дать ответ.
Нам уже надо как-то прийти к своим предкам, что они, как говорится, отвечали за базар. Нам надо уже как-то уже все просыпаться. И вот они подавно, то, что они же не знают, то, что я эфиры веду туда-сюда, человека, который пытается народу, людям донести, как говорится, правильной жизни, они мне хотят научить правильно жить. Придурки, блядь. Я говорю, внутри думаю, не на того нарвались, долбоебы. Мы, блядь, так сказать, СССР прошли, блядь. Кирзачи прошли, блядь. Кизяки прошли, вот как этот узкожопому отвечу, блядь. Кизяки мы прошли, блядь. И какая-то польская шавка, блядь, и иранская мразь мне не указ. Вот мне принципиально это, пусть звучит высокомерно, но мне не указ. Почему? Потому что, блядь, я, как говорится, не из того говна залепленный человек, блядь. Как говорится, нас пытаться опустить или сломать, заебутся, хотятся кровью. Вот примерно у нас такая должна у каждого быть тактика. Не чмыри друг друга, как здесь узбеки, блядь. А поддерживать, сука, научиться надо. Увидел узбек узбека, поддержи, блядь. Или там татар, башкирт друг друга увидел, поддержи до конца, будь мужиком, блядь. А не чмырьем, вот как этот мразь, блядь, шиитская, нахуй. Понимаете, вот как мы должны жить, блядь. И поэтому каждое теперь общение с этими пидорами вот здесь, в этих странах, будет таким жестким. Я к этому пришел вот за 4 года. Я потерял уже, может, было у меня какое-то воспитание, страх, может, был, блядь. Ой, блядь, меня сейчас могут выкинуть туда-сюда или что-то. Нет, я уже хуй положил на все это дело. Почему? Потому что 4 года скитаюсь. Они не хотят из-за того, что я россиянин, давать мне бумаги. Они не хотят меня принять, потому что я для них табу, крест. Потому что я из этой путинской системы. Понимаете смысл? И они не хотят нас видеть здесь, потому что мы варвары. В их понимании, и для европейцев, мы варвары, блядь, из Востока. Которые, как говорится, мы можем им голову поотрубать и носить их, блядь, на этом, на пике. Понимаете, мы варвары. И они боятся нас. В идеале у них есть страх. Не за просто так нам не дают бумаги, потому что они боятся нас тут оставить. Что мы здесь, может, сбунтоваться можем, если нас будет дохуя. Поэтому, туганлар, должны одну вещь понимать. Каждому башкирту, татару я это с предъявой говорю. Наше движение, наше, вот лично мое, наше движение, это дать вам напоминание, что мы не сломленные нации. Мы не сломленные нации. Хоть и мы сейчас как терпилы живем, но біздің рухны сындырмағанлар, біркім сындырмайшақ та и сындыра алмайды. Только шул дәрәҗәгә безгә хәзер тагында килеп җитәргә кирәк. Без әзгенә югалып калдык. Без югалдык кайдадыр, буталып калдык. Урыслар эчендә буталып, урысларны күтенә кирдек. Жалеем мы их. Понимаете? Вот эта наша жалость привела к тому, что мы, как говорится, стали мягкосердечными. Которые наши предки нахую мотали всех там, блядь, в прошлом. Почему мы стали мягкосердечными? Почему они, как говорится, не были такими легкомысленными, как мы сейчас? Понимаете? Поэтому я вот за эти 4 года конкретно самовоспитанием занялся. Перевоспитал самого себя, если кратко, конкретно говорить. Каждый разговор, я вот представляю, если они меня вызовут на разговор, вот эти мразота местная,
Я им задам разные вопросы, я как бы каждый раз размышляю над такими разными вопросами. Как о независимости Башкортостана и Татарстана, как они на это реагируют. Пока я от них не получил ответа. Вот первые вопросы будут они такими. Я у них спрошу, блядь, прям дотошно буду спрашивать. Вы признаете независимость Башкортостана и Татарстана или как? Вот от этого мы будем исходить, будем интервью давать от этого исхода. Если суждено будет где-то мне давать еще раз интервью, вопрос будет только звучать от такого, так сказать, сленга. Вы признавать будете нашу независимость или как? А потом уже я им раскидаю все положение. Если они будут признавать, то с возвращением меня, не дай Аллах, если подобие меня люди вернутся в Россию, наше движение может перерасти в другую степь, даже может, по той схеме, которая идет сейчас на Украину. Но только она уже не то, что Украина затоптает, она уже дойдет до Нидерландов и разъебет всю Европу. Вот эту систему можно будет им предъявить. Если они сейчас дадут слабинку, дадут проиграть Украине и займутся нами, как вчера я уже разговаривал с одним братом из Германии, он мне сказал, начали депортировать там чеченцев, еще кого-то, одной чеченке депортация пришла из Германии. Из Германии начали через третьи страны хуярить всех домой. Если эта система сработает даже в этих странах, везде, 28 стран включительно, это система Трампа. Трамп же всех начал хуярить домой, по домам отправлять. Если вдруг эта система проснется здесь, то нам нужно будет именно включить эту тактику. Если мы вернемся к вам. Уже не вернемся просто как просители убежища, а мы вернемся уже со штык-ножами и с оружием. И вы, 28 стран, которые нас игнорировали, правильных патриотов Башкортостана и Татарстана, вы пожнете потом то, что посеяли. Примерно ультимативный ответ с ними будет разговор такой. Они могут смеяться, там, ха-ха ловить, то-то. Конкретика будет такой. Конкретика будет такой. Эти мысли я прорабатывал еще когда-то, 100 лет назад, во время просидки в Норвегии. Мысль эта была у меня такая гнетущая внутри. Почему? Потому что тогда меня кинул тоже узбек в Норвегии. Норвегия кинул меня узбек. Уебок. Тогда был разговор такой, что если я вернусь, с ним надо было поговорить. Я ему, как говорится, должен был сказать, и он должен был прийти и увидеть со мной. Я должен был рассказать это. По телефону я не мог. Прослушивался телефон в обезьяннике. И там была мысль такая. Предложение такое. Если они меня отправят домой, они меня отправили также. Я это тело, само собой, оставил в себе, скрыл такие мысли. Отправили. Я должен был, если они меня... был такой разговор. Должен был я сказать. Если уеду от вас, то придется мне, как так сказать, договориться с этим режимом путинским, чтобы идти на вас. Понимаете, эти мысли у меня были тогда. И тут хуяк Украина началась, блядь. Я охуел сам, блядь. Прикиньте, блядь. Получается, если бы они
в то время, точнее он в то время слушал бы, приехал бы ко мне, я бы ему эту тему толкнул бы, и он это все сделал бы через адвоката, донес бы это норвежскому правительству. Может быть, я бы тогда еще не был бы депортирован. Но этого не произошло. И таким образом, если мы в то время могли бы остаться внутри, так сказать, я остался бы, то уже я, наверное, был бы более подкованным, чем сейчас. И движение, получается, которое началось в Украине, мы бы уже, наверное, тогда предвидели бы. Хоть и еще о независимости Башкортостана с Татарстаном не было. Даже в уме не было этого. А было всего лишь как, что диктатура Путина нам не нужна. Всего лишь была такая идея у нас. Убрать Путина. Но норвежцы этого не поняли тогда. Норвежцы этого не захотели услышать. Они, когда меня отправляли, смеялись. О, едешь к своему царю, да, рабы. Они вот так, менты, смеялись надо мной. Норвежские менты смеялись надо мной. Рабы, говорит, едешь, да, говорит, к царю своему. Понимаете, смысл какой был, блядь? Но они не захотели услышать. И вот теперь они что делают? Пожинают очко Джим-Джим, пожинает свои плоды. Прорвется Украина. Вуаля! Москва придет нахуй, блядь. Москва придет в Европу, блядь. С одной стороны, блядь, нахуй, это будет, наверное, то, что они нас не слышат. Месть. Это будет месть, блядь. Потому что вы не хотите слышать, блядь, о независимости, блядь, республик Кавказа, Саха-Якутии, Бурятии, Башкортостана, Татарстана. Вы не хотите слышать этого. Но Финляндия уже наготове, Эстония наготове, Польша, блядь, стену построила. А это был 2015 год, блядь. 11 лет тому назад. Они не захотели, как говорится, меня, так сказать, оставить, услышать правильным образом. Я же не первый раз здесь, я же всегда я вам говорю, не первый раз здесь. Просто, когда ты говоришь, в то время почему-то YouTube, что ли, не развитый был. Я не знаю, почему-то я не вел YouTube не было почему-то. Хуйня как это была. Я вот затупком был, блядь. Упустил время. Вот что-то не было вот это развития Ютуба, блогерства, вот это хуйни. Что-то я не видел этого раньше почему-то. И вот считайте, прикиньте, что если эта тема была бы тогда развернута, если бы они, норвежское правительство, услышало меня тогда, то, я думаю, как-то мы, вот если еще вот эта война началась, украинская, мы бы уже, наверное, были бы по понятном таком исходе, что Башкортостан с Татарстаном там должен быть независимым. Оно бы доперло бы мне тогда уже, лет 10 назад вперед. Но этого не произошло. Не судьба, значит. Поэтому, когда мы говорим, что здесь они хотят, допустим, нам игнорировать, не давать документы, они не могут понять, что, во-первых, наши личные сами, вот наша жизнь в опасности. Плюс, чтобы нам в дальнейшем, не дай Аллах, такое произойдет, и нам нужно будет выкручиваться с какой-то ситуации или замять это все дело, это нереально, я думаю. Или что-то в этом приколе что-то сделать, это только придется, как говорится, я думаю, это, конечно, не хотелось говорить, перекинуться на другую сторону, чтобы выебать Европу. Прикиньте. Прикиньте, да? Это тяжело, как говорю, в мыслях, да, ведь, блядь? То, что я сейчас говорю, блядь. Но оно так и будет. Если Европа не предпримет сейчас положение о, как говорится, развале России. Если Европа не осознает, что развал России
нужен, то после Путина даже любой, кто придет, он будет долбить дальше. Может, конечно, будет какая-то остановка, а потом дальше будет долбить он. Это я, как говорится, не говорю о том, что я услышал, и все говорят об этом. Нет, я говорю свои мысли сейчас. Что вот эта хрень, она может произойти дальше вглубь в Европу. Потому что, ну так сказать, один раз, допустим, человек, если кровушку попил, он, как говорится, не будет останавливаться. Он захочет дальше, дальше брать. Предела нету. Потому что нет отпора. Как всегда я говорю, отпор может быть каким, только когда и каким образом. Своих, если не хвалить, кто похвалит, да, вы можете подумать. Нет. Против нас лома нет приема. Против лома нет приема, да, так говорят. Против нас нет приема. Вот те, которые россияне, так сказать, наши, из Башкортостана, там, с Кавказа, если они попрут сюда, никакой англичанин, немец нас не сможет удержать. Они нас не смогут разъебать вообще. Они нас не смогут даже, я не знаю, блядь, ну, в приори разъебать. Вообще, вот в теории они могут сказать, о, мы вот сейчас. А вот в реальности они охереют, блядь. Даже Америка не поможет с Израилем, если мы попрем на Европу. Понимаете? Почему? Потому что наша вот эта жилка внутренняя, она такая. Тук, если заклинит, нам море по колено, блядь. Особенно башкир, татар, Кавказ. Не говоря, если в эту тему еще засунут Казахстан, каким-то боком приплюсуют. Узбеков, это вообще конец будет. Понимаете? Это будет конец Европе. Поэтому только вот такими ультимативными доказательствами, вот этим ящерам, блядь, вот этим местным, блядь, правителям нужно донести. И эти мысли я уже почти что уже говорил один раз во Франции. Один раз там какая-то часть каких-то эпизодов прошла в Норвегии. Там, да, было написано томов, можно сказать, этих интервью. Потом также печаталась, сидела в Париже. Баба одна молодая. Переводчик был херовый. Не знает французский, блин, переводчик долбаная, блин. То ли русская, то ли хохлушка, блин, тупорылая. И или как, короче, интервью прошло. И вот здесь, если судьба, здесь, когда мне дать интервью, они должны понимать, что именно вот таким только образом можно донести им, что если мы будем уничтожены из своих республик, подобие меня люди, за границей, не только я, нас же много, там вон в Польше один есть, Артур его как-то зовут, наш чувак тоже, ему тоже отказ дала Польша. Польша тоже пидорасы, поляки сраные, гестаповцы. Отказ дали этому башкирту из Уфы. Тоже где-то прячется, скитается где-то. Вот получается, что я хочу сказать, что отказы именно подобие нам, которые топят за независимость республик, я думаю, это ошибочная. Ошибочная мысль любого европейского правителя, любой страны. Ультимативно я с ними согласен, как говорится, идти до конца. И узнать, если вы даете, давайте, не даете, я поехал дальше. Поеду в ту страну, которая даст. Именно почему мне нужна эта бумага.
теперь разложу эту систему, чуть-чуть отойдем от темы. Потому что без этой бумаги у меня руки связаны. Я не могу открыть организации, как я говорил, там примерно национальная кухня. Организации, которые будут подтаскивать наших манкуртов на излечение. Манкурты будут приходить на мои лекции. Может быть, моя мечта такой, что сделать как бы эфир такой на этих мероприятиях подобие там чаепития туда-сюда, а не вот эти дурацкие сабантуи манкуртов смотреть постоянно. Там в Нью-Йорке, там, в Лас-Вегасе. Придурочные, блин. Уинга ля-ля-ля-ля-ля. Кому чё, блин, да? Кому родина важна или не важна, блин, они танцуют, идиоты. Вот это, чтобы ля-ля-ля закончилось, нам нужно создать организацию, которая будет диктовать именно башкиртам, татарам и другим национальностям в этом круге общем. Казах балам, узбек, который попадется под наши, как говорится, эти девизы, которые мы призывать будем, Алга Казахстан там, или Алга Башкирстан, вот под эту тему. Любой, кто придет, как говорится, покушать наш плов, бялеш, там, что-нибудь, в это, допустим, именуемый, так сказать, кафе или ресторан, я не знаю, в дальнейшем, организации будем называть так, давайте. Ну, наш именно принцип не то, что там людей только кормить, именно принцип должна, кормежка это как бы поддержка штанов, а сбыт и поддержка, да, вот этого. А вот эта организация сама должна именно действовать по той логике, которая как у китайцев. Я эту фишку у китайцев, можно сказать, скопировал. Каждый китайский бизнес, оказывается, в Нью-Йорке, в Америке, везде улицы, вот эти китайские махалля, они разрабатываются, оказывается, таким образом, что именно система всего бизнеса строится на агитационной системе, что ты китаец, ты хоть там в пизду поедь куда-нибудь, на Луну, блин, ты остаешься китайцем, ты не становишься американцем. И вот их логика именно в этих махалях, так сказать, китайский район, там, вот я в Бельгии тоже видел китайский район один день, или где-то еще там видел, прям по улице китайский прошел, развешено все там. Система ихнего бизнеса разработана таким образом, что каждый приходящий там китаец получает не только порцию еды, а получает порцию нотаций, таких как, ну как это, нотации, не забывать себя, так сказать, напоминание китайцу, что он китаец, что он не уйгур там, или уйгуры даже под китайцы могут переделать там, на месте. Примерно такая тактика. И эта вся система контролируется правительством Китая. Ну, как я в прошлых каких-то эфирах всегда я вам говорил, что одни китайские, одни дунганы мне это рассказывали в Норвегии как раз-таки, что вот эти китайцы выделяли по 20 тысяч или по 20 миллионов, или по 2 миллиона долларов, выделяет каждому китайцу, который едет за границу, и он должен нести Китай с собой. Понимаете как? Именно коммунистическая система, она разработана таким образом у них, что ты любое место идешь, ты разводишь там китаизм. Вот это, копируя вот эту мысль башкиртам и татарам, я хочу создать примерно такую же систему. В любом месте, где они наткнутся на нас, Париж, Аблама, в Ницце, Лиссабоне, в Берлине, разницы нет, хоть где, в каждом месте у нас должна проходить агитационная противоманкуртская система, которая... У китайцев даже против манкуртов нет системы. У них нет манкуртов, блин. Прикиньте, блин. У них нет борьбы, а у них есть только борьба, чтобы они не стали американцами. Примерно так, наверное, интерпретируешь я уж. А у нас вот этих придурочных татар и башкиртов нужно будет делать из манкурта человеком, чтобы они не топили за границей за Путина или там за русских, Алга, Башкортостан с Россией.
Не вот этих ушлепков воспитывать, а нам именно в этой системе нужно будет воспитывать в этом, так сказать, аудитории именно тех башкиртов и татар, которые не зря попали в Европу, зачем они тут живут, что почем. Любой даже дауненок, который придет туда, который весь конченый, укушенный телевизором, он должен пройти наш, так сказать, вот этот путь и попадать на мои лекции. И не принципиально на мои лекции. Почему? Потому что как я, другой не объяснит. Шайнап мен сізге береппін. Аманарсан, шайнап, тұттырып қоям, сізге только қабырға ғана қала. Қабырға и ютрға. Все, даже не будьте шайнарге. Ну, имеется в виду, это уж, я говорю, как говорится, в словесном, так сказать, поносе своем. Имеется в виду словесные слова, не еда в оригинале. И вот таким образом вам будет доходить. Каждая вот эта лекция будет проходить под чашкой, это, как говорится, шикарлы қорашай сүт белән. Татарша, башкиртша. Тәмниттіріп. Будете привозить матрушка, еще зверобой, шунды. Улянлар да китерцагыз была, башкирский мед, туда-сюда, это уже в приоритете. Имеется в виду вот это. И это можно будет уже нести с этой же аудиторией на прямом эфире на моих каналах. Что сегодня будет у нас, допустим, такая-то тема, и мы будем бушу энгамада утрабыз бүтүнүбүз шайшип. И вот эта вся система будет разработана таким образом, что каждый приходящий к нам кунакка келген киши, башкирт, татар, казах, узбек, разницы нет, может участвовать в этой лекции. Если у них конкретно будет безопасность, которые живут здесь, что они не поедут на родину и не будут притеснены этим манкурским движением или там путинистским движением, чтобы их там еще, как говорится, не завязали после моих, так сказать, похождений, после ко мне прихода. Поэтому к этому еще дойти надо. Поэтому я ей всегда говорю, что нужен спонсор. Я же хочу с малого начать, чтобы не напугать спонсора. А мысля-то вот это, понимаете? Мысля в корень не еда. Понимаете? Я, как вам всегда говорил, что не в Куштау таунда проблема, как Алсынов, а в земле наша проблема. Забрать все земли. А здесь будет как раз-таки логика в том, что не чай попить прийти, а логика именно этих манкуртов переманить в свою сторону. Понимаете, переманить вот перед этим, так сказать, движением, чтобы с нами посидели, побывали к нам, так сказать, вечер там в таком атмосфере Башкортостана, Татарстана и так далее, за независимость и так далее. Понимаете, вот к чему нужны эти, так сказать, заведения. Чтобы нас, еще добавлю, в Европе узнавать начали. Нам нужно так, как говорится, встать, так сказать, на ноги, что нас в Европе начали признавать, что вот этот вот народ хочет оторваться, точнее, хочет оторвать Москву от себя. Чтобы с нас из Соси Москва оторвалась уже, хватит сосать у нас. Понимаете? Вот это нам нужно доносить этим манкуртам. А для этого нужны нам какие-то движения. Не то, что там сидеть на эфире, трындеть часами, а вживую уже нам нужно создавать вот эти положения. Вот поэтому мне нужны документы. С российским паспортом здесь я никто. Я здесь чужестранец. Там пожил, тут пожил, сколько можно. Поэтому каждый, который сбежал из Башкортостана и Татарстана или из России и хочет своей независимости, этот человек не должен здесь максимально страдать. Этим людям максимально нужно выдавать, получается, любые какие-то документы, travel-документы, хоть какие там есть у них инстанции разных документов, которые дали бы нам жить как свободные люди, как местные, даже не имея гражданства. По идее, подобие нам, людям, гражданство не нужно. Мы же боремся за свое гражданство, Башкортостана и Татарстана. Мы хотим свое государство.
И поэтому как бы Нидерланды, парижская, французская, лиссабонская, нам не нужно их, по идее, гражданство. Нам всего лишь нужно как бы раскрепощенная жизнь. Нам нужно, чтобы мы хоть куда пошли, у нас открывались двери. Понимаете, вот поэтому нам нужно как бы это донести этому правительству. Если у меня когда-нибудь это интервью получится, я морально в голове так сказать, подготовил вот эти предмысли, которые должны использоваться в этом, так сказать, будущих наших разговорах с этим местным правительством. Чтобы они конкретно понимали, что перед ними человек, который не ля-ля тополя там, блин, а не просто так приперся, блин, сбежал от войны там, а именно принципиально за этот 4 года понял, что с возвратом, так сказать, путинскую систему Башкортостан с Татарстаном, он не будет свободным. Без нас это не произойдет. Только мы сможем шевельнуть что-то. Но чтобы это шевельнулось, нам нужно, значит, оставаться на плыву. Не говоря там живыми. Понимаете? Вот как-то так. Поэтому тяжело доносить людям, которые живут здесь беспечно, скажу так, беспечно очень живут люди, которые думают, что вот вы уехали за границу и кайфуете, живете как беженцы, как иждивенцы, там, как хрен знает кто, начинается вот эта дискуссия. Я вам скажу, что бізге ауыр мында яшарға. Друзья, мен туйдым. Вот, мои друзья могут вам посвидетельствовать. Мен истерю уже, я истерю от всего, блин. Они меня успокаивают, чтобы я пришел в себя. Я говорю, мен кетем мындан, кетем. Қоя кетесің де, инен кішігіне кетесің ме де. Домой вернешься, грохну тебя де. И вот күтімні сып отырам шында. Понимаете, меня уже бесит это. 40 яшьлік үгіз кебек мужик. Мынада отырам, блин, интігіп. Bu ağır bu hal. Kötü bu ağır hal. Nimani kutyapman? O'shini ham anglamayman bitali men. Anglasam я что я жду? Хз, что жду я, блин. Вот это меня бесит, понимаете? Поэтому, если мы вернемся, допустим, в Азии, сравним Азию. В Азии, допустим, если был бы Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан свободным, без этих вот этих чертовых президентов ихних, то мы бы здесь не жили бы нахрен. Мы бы вот именно мутили бы все действия там, в Казахстане, в Узбекистане, где-нибудь там, сообща, получается, правительством, работая в разработке с правительством Казахстана, как говорится, новым правительством Казахстана и Узбекистана, в разработке, как уничтожить Москву и забрать Башкортостан Татарстаном, это было бы вообще легче нам, блин. Я думаю, и Габасов вернулся бы, все мы вернулись бы нахрен. Мында нәрсе яшауный хызага юк. Понимаете? Но это до такой степени все перепутанные дела, что нам отпутывать надо нам вместе. Мы не можем сейчас это уже поменять. Уже все уже. Без кем, без бирким туголь. Мы не можем одни. Нам нужно общество, которое, как говорится, будет заинтересовано в этом, что наши действия, наши дела, это те дела, которые, как говорится, принесут плоды этим независимым государствам. Мы же не хотим его под себя забрать, Башкортостан, Татарстан. Башым ауырамын мен оны. Күтімді ертіп мында үйрем, сөйлеп сізге аңлатып шуны. Меня Башкортостан мен Татарстанна нәрсе үшін керек? Бірінші нәрсе үшін керек. Өлсем шунда көмілгім келіпті. Вот я вам скажу так. Печально, но честно зато. Если вдруг я грохну или умру где-нибудь, не знаю, упаду, как говорится, сломаюсь, вернуться там хочется, да? Понимаете? Туда как вернешься, если даже мы не успеем ничего сделать и сдохнем. Как туда вернешься, если там даже, так сказать, таким правительством можно, понимаете? Даже похоронить невозможно. Вот, самое, вот это печальное. Что-то хорониться на чужой земле не хочется. Все-таки хочется похорониться там, на своей земле. Чтобы кто-то потом, когда-нибудь вспомнил какой-нибудь туганом, даже не говорю балаларом.
kimdir meni esimga olib borib bir duo qilib kelsa ham katta gap. Понимаете? Поэтому мы понимать должны так, что наша задача это вот сейчас донести максимально нашему народу Башкортостана и Татарстана, что от вас требуют и от нас. И что мы хотим сделать, как говорится, и что вы должны, как говорится, нам помочь, и мы что вам помочь. И вот в этом месте мы должны это сделать. Вот это вам нужно догнать в первую очередь. Потом уже можно будет, как говорится, развивать дальше дискуссию какую-то там уже вместе, совместно. Вот как раз-таки в тех посиделках, для начала хотя бы европейские посиделки, а то постоянно вижу, меня вот это выбешивает, видите, наверное, вы тоже, штаб-татар Москва, штаб-татар Москвы. Это ведь надо, ведь манкурты создали это. Манкурты могут собраться, а нормальные патриоты Башкортостана, Татарстана не могут по всей Европе собраться, блядь. В чем проблема у вас? Рак, лебедь, щука. Я тогда еще Кашапову говорил, блядь, Кашапов, где Габбасов? Білмеймін, қошылмай бет бізге де. Габбасову я писал. Мы поссорились с ним. Я ему грубо написал, он мне не ответил вначале, потом что-то написал и все на этом. Не выходит на общение. Поэтому я мен өзім кирилген кешімін. Но мен шу кирилгенімнен бір жерге күтімге тықып қойып шықяппын. Понимаете, мен өзім да, бывает у меня вот эта гордость в голову бьет, моча в голову бьет. Но я и это могу засунуть. Я умею управлять, потому что, альхамдулилля, собой. А Габбасов что-то не может этого сделать. И если бы Габбасов услышал бы мои мысли, мы были бы еще сильнее. Потому что то, что Габбасов говорит, многое, как говорится, я договариваю. Габбасов что-то фильтруя говорит, а я без фильтра говорю, кураспитанный. Габбасов многие вещи не может сказать. Быть может из-за того, что брат сидит, Рустам его. Понимаете? Поэтому еще вам тоже аудиторию обращаюсь. Вдруг, если вы наткнетесь тет-а-тет с Габбасовым, напишите про меня. Скажите, вот один чувак хочет с тобой общаться, почему ты игноришь его? Понимаете? Безбек Биржирдан. И самое интересное, вспомнил, Юрматы. Вспомнил, я же тоже Юрматы, и он Юрматы, прикиньте. Мы же, у нас даже рода одинаковые. Прикиньте, блин. Да не может быть такое совпадение, да? Блин, я где же родился в Узбекистане? Ну, я Юрматы. И он Юрматы, оказывается. Только он Салаватского района, а я Стерлибашевский. Прикиньте, да, блин? Офигеть, да? Такого же не может быть, блин. Ну, Аллах Та'аля может и такое сделать. Что один род и два пацана и не могут встретиться. А с одного рода, блядь. Может, эти рода где-то стыкуются, где-то, может, они где-то и родственники нахрен, блин, на то пошло. Если род-то один, блин. С другими же нет совпадения. Почему-то он несет независимость Башкортостана. И тут я вылез, блин, через какие-то года потом. И потом я узнаю при вас же на эфирах, я скачал карту родов и сказал, Юрматы, еще какая-то часть там у родственников, Мин, наверное, есть. Мин и Юрматы у меня. Вот эти территории, это наша территория, я считаю. Это вот мои предковые территории. Мин и Юрматы. Но прямолинейно я Юрматы. Башкортханым Юрматы. А Узбекнекен, әкәне мен сезгә, төрәләр Узбекнеке. Татарныкы юк, білмеймін. Татарныкы хз, короче. Родов я не могу найти у татар. Кто я, не знаю. За татар не могу ответить. Поэтому я не знаю, что за род я у татар. Ну, главное, Юрматы есть. Плюс еще с отцовской линии можно это считать. Это же отца-мать башкорт. Получается, это и главные рода мои. Получается, узбекская кровь и башкирская кровь. Это отцовская кровь. Потом мамина кровь татарская.
Как бы уже дальше идет это. Поэтому, как говорится, я прямолинейно, получается, могу быть, так сказать, из рода Тураляр, узбекская, и Юрматы. И после, ну, это ладно, у каждого свой род есть. Альхамдулилля. Но самое интересное, что с Русланом Габбасовым одинаковый род, понимаете? Ну это же интересно, да? Такой вообще, хочешь даже, не можешь, блин, приплюсовать такую тему. Захочешь даже. Поэтому, исходя от этого, я что хочу сказать, что именно шу юрматы narsasini urug'ini narsagadir mana bizgagina shu kelib chiqqan, kelib jetgan Boshqirdistonni qo'lga olirga. Вот вам не звенит это в голову? Мне что-то порой даже я от своих слов офигеваю. Почему именно юрматинцы захотели захватить Башкортостан для Татарстана? Я еще Татарстан цепляю, потому что у меня татарская кровь есть, у Габасова только братишка вот этот, который посадили, наполовину татарин. Ну, тоже, можно так сказать. Его сводный брат, или какой там, я не знаю, как его назвать можно. Вот как-то так. Поэтому, как говорится, без башкортна татарин бир туган десяда была. У нас нет деления. Понимаете? Поэтому наша задача, что если мы уж вылезли с одних родов, bir urudan bo'lib kelib chiqamiz ekan, значит, Юрматы ruundan kelgan малайлар Boshqirdistonni uyatirga uli ekan, boshqa rular men o'ylim тоже uyanirga tegish. Не то, что там biz ikkovgina hali. Mana shu urug'imizdan da xoliq chiqarga tegish. Bizning urug'imizdan da bizga qo'shilirga tegishsiz. Mana, если вдруг меня услышит кто-нибудь из юрматинцев, вы должны к нам присоединиться, если вы мужики конкретные. Chunki bizning ota-bobolarimiz, как говорится, shu vaqtda yashagan ekan, ularda ko'p ishlar ishlagan. Я вам даже в Алдар-Батыре или где-то я читал я какую-то тему. Был кто-то, или Габасов что-то говорил, был кто-то, не помню кто, не могу вспомнить сейчас, тоже юрматинец был, который походом шел на Москву. Который юрматинец стал, собрал Казань, сказал, я пойду помогать своим татарам, соседям. Юрматинец пошел разруливать за Казань. Он собрал войска из Башкортостана, пошел спасти Казань, когда Иванушка, блин, захватывал его. Понимаете? Юрматинцы рыпались почему-то. Вот этот именно был юрматинец, это точно, это я ему не читал, это Габбасов говорил. Потом я где-то нашел это, читал, потом для себя прочитал. Габбасов в каких-то роликах говорил. Юрматинец пошел спасать Казань после прихода Иванушек, вот этих, какого-то Ивана. Неизвестно какого Ивана еще. Не вот этот полный захват, а тот захват, когда еще были Алдар-Батыры, Салават Юлаев, вот те времена, я припомню, вот те времена. Поэтому, туганлар, bizga har bir urug'dan uyanirga kerak. Tatarlarda o'zini urug'in bars bilasizmi, yo'l bars bilasizmi, topig'iz, izlab topig'iz. Menikinda izlab topig'iz потом. Menga da aytirsiz. Знаете, tatarlarda o'zini urug'in bostirga tegish oyoqqa. Это Руслану Айсину, как говорится, относится. Руслану Айсину, Булату вон тому, с ним, с кем выходит он, с Булатиком. Все вы разберитесь в своих руах, в том числе и я. Поэтому Харбер Башкорт рууннан мен күтем меня кушлатырган кишини. 30-50, 30-50 лет. Вы должны присоединиться, вы обязаны присоединиться ко мне. К Руслану, всем Русланам этим, ко мне, всем, мы, нам. Даже к Кашапову присоединяйтесь, черт с ним. Он вроде бы уже осознал, что Турция не поможет ему. Иногда хочется Кашапову издевнуться, старику этому Хаттабычу написать. Ну чё, Рафи Сабый, meni so'zlarim durust deymi? Tursiyaga qarama, men ularga bet aytdim. Yo'q, yordam beradi. Men shunda aytdim. Не унижайся, dedim. Kashapov anglamay.
Эреберенге ошаган, потому что Кашапов эреберенге ошаган, он высокомерный он. Он не понимает, что вся сила только у башкиртов и татар, не у турков. Понимаете? И еще одну вещь скажу, чтобы вот для вас дошло уже раз и навсегда. Ассимиляция башкиртов и татар, казахов, узбеков, тюрков, как вы любите говорить, не произошла за эти столетия, века. Где вы ассимиляторных узбеков видели? Ассиминаторы, да, мы каждого ассиминатора делаем. А вот ассимилированных нет у нас. Понимаете? Эти мысли я не говорил, но приблизительно эту тему говорил. А турки ассимилированные, прикиньте. Где вы турков оригинальных найдете сейчас в Турции? Их нет. Они с армянами, они с цыганями, они перешлепанные непонятно с кем, с айзерами, с иранцами. Все. Букланганлар. И инде ортқа қарағыз. Қозаққа қарағыз, башқұртқа, татарға. Бізді кімдір бұтады ма? Урыслар бізді дүңқайтырды. Бұтады ма? Біз бұталдық ма? Мені Әбдібашарым қарағыз, мен бұталдым ма? 3 қон менде, мен бұталдым ма урыс білән? Или башқа милләт білән? Әлхамдулилля, юк. Өзіңізге қарағыз. Көзіңіз қысық, может, туда-сюда. Бұталдығыз ма? Юк. А мұнауларны қарағыз енді. Стамбул, бүтін жерлерін қарағыз. Хаммасы сарғайып жатыпты. Бұталғанлар. Инәсі урыс, инәсі европеец, әлләк нәрсе болып біткен онда. Понимаете смысл? И это даже маленький вам пример, что вы никак не должны с ними вась-вась делать. Это вам конкретный пример, по сути. Ну пусть будет маленький. Понимаете? Я снизов вам это начал говорить. Пусть так, чтобы вы не подумали, блин, что-то высокомерничаешь. Нет. Альхамдулилля айтыңыз. Біз исламда да, и біз өзіміздің қанын қалдырдық. Гүмір бойы далбит еткен урыслардың ішінде яшап қалдық, а түрклер свободный болып тұрып, пачағы шығып кеткен, парчаланып кеткен, инасыныkiga kirib ketgan. Sezdingizmi? Qanday endi shu maydalangan davlatdan sizlar o'zingizlarga nima yordam so'rayapsizlar? Понимаете? Я даже сейчас удивляюсь сам, альхамдулилля, откуда мне такие мысли сейчас приходят. Я просто сам поражаюсь над собой, что я говорю вам, блин, прикиньте. Ну это же удивительные вещи, понимаете? Черт, блин, они же ассимилировались. Поймите, они пиздец расползлись, блин, по всей Турции, по Стамбулу. Там не найдете, в корень не найдете чистогана. А біздің жиді буыныбыз тоза, машаллах. Прикиньте, жиді буыныбыз тоза. Мен осқа қарасам, менде бар нәрсеке шәжәрелеріміз бар, Өзбекстанда да, Башқұртстанда да шәжәрәбіз бар. Мен постоянно долблю туғанларны. Шәжәрәні қарағыз, білетілер. Шәжәрә... Мен жиді буынымны исімді болмаса, мен білемін, что хаммасыны білемін. Гарантия дам, что нет там другого внутри узбека, внутри башкирта, внутри татара, нет другого, прикиньте. Альхамдулилля, только альхамдулилля не забывайте говорить. Что нету, это альхамдулилля. Что мы не ассимилированные. Урыс бізге кірмеген. Я вам еще в каком-то эфире говорил, что біздің татарлар қойдан келген дейбіз бе енді. Татарлар мына мен қоя келіп қалған, мен бетінде Уфа егеті, ну, грубо скажем, Уфа қырында өскен малай. Ну, не буду точно говорить, откуда я. Уфадан дейлік. Короче, ну, представьте, где мин, вот где мин, башкирский ру, мин расположена, вот оттуда я. Давайте так будем говорить. Я его карту помню, где, откуда она. И оттуда. И вот, как они туда приперлись, татары, а? Интересно. Как вы думаете? С Туймазов, с Октябрьска,
с набережных Челнов. Как же они перли туда? Как они попали? Вопрос. Мои предки как попали в Башкортостан? Ну, никто не будет говорить, что они попали. Это я говорю. Понимаете? Потому что никак они туда не могли там появиться. Они туда попали. Уфимский тракт, Сибирский тракт до Тюмени. Вот эти дороги, понимаете? Как они туда попали? Как раз-таки то переселение, когда узкожопые захватили, стало крещение, и в этот момент мои сиганули. Может, моя... Теперь мне в голову приходит, давно хотел сказать такое, может, и у меня поэтому такая жизнь, что я тоже сиганул. Они тоже сиганули. Но они сиганули от крестоносцев. Альхамдулилля. И мои предки коммунизм прожили, не поняли ислам. Ну, прабабушка татарка закончила медресе, вот это уфимское. Татар, ненем. 90 yaşta улеп кеткен. Понимаете? Они сиганули оттуда. Из-за крещения. А я сиганул из-за вот этого дебильного правительства. Как-то, да? Таки, жон тартмаса, жон тартмаса, кон тартам, или кон тартмаса, жон тартам, нәрсе деялар bizda. Есть же какое-то выражение. Вот прикиньте, я Уфадан. Салям. Уфага салям. Салам алейкум. Уфага салям. Қаллар, маллар. Вот Уфадан болсағыз, Ринат Абзый. Торатығыз менің каналына, бүтін Уфа кішілеріне қарасынлар. Мына 7 кіші отыра ютубта, 17 кіші тиктокта отыра. Максимально торатығыз, қолдан келсе. Менің каналына торатығыз. Bütün kanalımны таратығыз. Башқұртстан 2024, Башқұртстан 2025. Мына шул канал. Куандык каналы бұл. Все, каждое слово, каждое название моего канала говорит о том, за что я топлю. Инстаграмым бар. Уфа, Башқұрт, Татар, әлі нәрсе деген Инстаграмда бар. Нәрсеге имканият болса, қойда кіріп қарай аласыз екен, кіріп қарағыз, торатығыз максимально. Бүтін телеграм бар, жазам десеңіз, телеграм да бар, бүтін әйбір бар. Имеется в виду, вот если мы будем понимать, что предки наши, получается, боролись против крестьянизации, значит, наше движение, которое мы сейчас хотим за независимость, это, как сказать, спасение также, как они спасались от, получается, в религиозной форме, и, само собой, и вживую, наверное, спасались они, потому что он же всех там резал, Иван Грозный. И, получается, бізді қазіргі замана именно шул мына шул дәрежелерін тарихны біліп, біз қазір шул оламалықны, мына Сиянтуз деген башқұрттарны яндырып жіберген ауылларны, мына шуларны әммәсін есіге алып бір жерге жиып, кәлләге, майырге, мыйға қойып, бір нәрсеге дәрежа шығарға тиіспіз. Біздің дәрежа ненде болырға тиіс? Что біз мына шул рулардан шыққан, Башқұртстаннан, Татарстаннан туылып өскенбіз, шул жерлерден шыққанбыз, Өзбекстаннан мен шыққанмын, допустим, hamma нәрсесін еске түсіріп, біз bitta narsa qo'yarga tejibmiz. За своих предков и за свое будущее мы должны бороться. Все, вот очень легко. Это решаемая задача. Это не Пифагора там строить, не Менделеевский там, как говорится, таблица. Мында очень легко. Да, нет. Ты с нами или нет? Все. От тебя зависит. И все. Синя керекми озатлык башкыртны, татарны озатлыгы. В дальнейшем Қозақ, Узбекке да ярдам береге. Или там олар бізге ярдам бере. Мана шу бізге керекми все это, как говорится, белоберда. Нам надо или нет? Вот где вопрос стоит. Если это вам интересно и вам надо, то присоединяйся наш путь. Я же вам говорю, постоянно вам расчленяю каждый абзац каждого вот этого момента, к чему я вас подготавливаю. Чтобы мы понимали, что каждый наш степ-бай-степ шаг, вот этот маленькими шажками идем, как говорится,
Жио, пьеда. Вот это, как говорится, пешкодромский ход наш должен быть, так сказать, в дальнейшем уже звучать, так сказать, как конная дивизия в виде, понимаете, греметь должно, так сказать, наше движение в дальнейшем, а не так, что мы сейчас идем такими маленькими шагами, что вообще нахрен не идем, вообще даже думаю. Шуларға бізге нужно пройтись максимально по всем этим историям, там, ущемлением нашего народа, вспомнить все. И вот это, как говорится, впитать и өзіміздің азатлыққа күрәшә башларга керек. Если мы не будем это делать, то я думаю, что даже вот прикинь, мискин башка дәүләтләрдә, допустим, мына даже мына кырда утыралар малайлар Африкадан. Африка дәүләтләрендә, мискин дәүләтләрдә көндә революциялар бара. Какие-то стычки, войны какие-то идут, что-то идет, там нет, жрать нечего там, блин. Кибитки дома, вы видели их? Вот в Судан, допустим. Судан, там такие места. Там кибитки одни. И видя вы үзегезне даңгыллама үйләрегезне күреп, үзегезне ушкитәлек үйләрегез, бүтән дөньягыз, машина, бүтән әйберегез бар. Шуны күрә турып и сравнивая их, вы в тепле живете, а не в холоде, допустим, да, хоть и там жара, допустим. Но условия у вас 1000 раз лучше, чем у них. И даже в этот момент вы не хотите, сытые, не хотите, как говорится, взять свою независимость. Понимаете? Вам, получается, только в голоде вы хотите брать, да, его? В голоде, холоде, допустим, как у них в нищете, когда вы останетесь, тогда будете добиваться, да, вот этого, как говорится, подъема против Москвы. Зачем, как говорится, этого, так сказать, опускаться до этого? Если мы можем сейчас, вот в сытом состоянии идти к этому, когда у вас все есть, вы уже сытые, все, вы уже на пределе, Дагенкебек. Просто вам нужно собраться, выйти и сказать: все, я хочу независимость Башкортостана и Татарстана. Я хочу улучшить мою жизнь. Я не хочу быть рабом Москвы. Я не хочу быть с Москвой. Мына шул нәрсәләр сезгә не триггерит, а? Сезгә шул нәрсәләр бар җитмиме икән? Хайран калам мен инде, блин. Мен вообще ушларым китә инде. Потому что мин бәләкәй чактан ничектер, альхамдулилля, не нищиктер, блин, я уж так высказался. В правильной семье, наверное, воспитался. Там бабушка учительницы, тетя учительницы, там врачи, то все, короче, все, так сказать, укумышлылар инде. Это я какой-то он укумаган, как говорят, нован. Но, как говорится, смысл-то не в этом. Смысл именно в том воспитании, как ты воспитался. Кеші болып шықтыңмы шу хайладан, или какой-то манкурт болып шықтыңмы, понимаете? Или все-таки манкуртың кешіге айландың, так тоже можно. Так тоже можно. Шынарға айтам бет енді, мына сіз отырасыз, укушенные телевизором, как мой товарищ один говорит, укушенные телевизором, вы посмотрите мои каналы. Постоянно урыс каналын қарамастан, мені каналыны қарай башлағыз, таратағыз и взвесьте, что там вам лапшу вешают, всякие Симоняны и всякие Скобеевы, Поповы, блин, Соловейкалар. И я вам что говорю? Просто проверьте, и вот эта вся, как говорится, математика у вас должна сработать, я думаю. Я же, как говорится, не умнее вас. Шунарға ақыл үратасым келмей мені. Менің ақылым сізден әзірек. Но сізні рухығыз болмағаны үшін, мұнда 1000 ақылың болса да рух болмағаннан кейін файдасы жоқ. Файда қашан бола? Ақыл білән рух бірге ішлегеш. Рухың бар екен, шул рухыңны ақылың білән ішләтәсің. Чтобы не самоубийцы идти, как сейчас, вот. О, мы мужики, мы идем защищать Россию. Куда вы защищать идете? Украину захватывать? Это не защита.
Это ни хера не защита России, блин. Понимаете, вы идете, как в Буркина-Фасо, допустим, убивать, как вагнеровские сволота, убивают простых, обычных африканцев за золото. За золото вы убиваете. За пригожинские, путинские, золотоприсковые эти шахты. Ну, там, наверное, тут шахты, не только шахта, речки, наверное, там, я не знаю, золото текет реками там. В Африке особенно. Поэтому sizga bilmayman narsa tegi Boshqirdiston bilan Татарстанны, так сказать, вот этот oltinlari, tegi ресурсы, его вспомнил слово, ресурслары, вот эти вещи вам не жалко отдавать Москве? Как вам, а? Как вам вот как-то вот не жалко вам отдавать это? Вы же постоянно вот из комментариев ВКонтакт зайду, бубните, вот бензин повысили, вот это грабят, там грабят. Но вы телевизионщики, вот эти диванные, блин, эксперты, как мне пишут, диванный эксперт. Я не диванный эксперт, блин. Я конкретный вам человек, который доносит, что вот этим диванным экспертом сидеть уже не надо. Я тоже не хочу быть диванным экспертом вашим. Понимаете? Сори. Именно я хочу доносить то, что где-то дверь открыта, продувает. Именно доносить то, что, так сказать, в России вы только пишете в своих мыслях только. А вот так наяву вы не можете это писать. Манаш сиз үшін мен шуны сізге айтам hazır. Так сказать. Даже не пишу я вам, я это, так сказать, эфир веду. Чтобы вы уже от этого выводили конкретно себе какие-то движения, что вы дальше будете делать. Допустим, Путина не будет, никого не будет, кто-то придет. Как вы поднимете, как в Иране хотя бы, восстание? Вы сможете поднять восстание хотя бы какое-нибудь? Чтобы где-то что-то триггернуло там, чтобы вот какой-то вспышка была. Вспышка слева, вспышка право, говорили в армии. Вот эта вспышка слева, вспышка право, чтобы мы вошли. Вы сможете это организовать хотя бы? Но там риск будет, что вас прямолинейно замочат, как в Иране. Поголовно мочить будут всех. Не можете. И нам это не надо, по идее. Потому что лучше вы живые нам нужны. Поэтому, исходя от этого, да только один выход есть. Объединяться вот здесь. И касается этим всем европейским манкуртам, блин, всем. Как недавно где-то я писал, наткался в Инстаграме, в Амстердаме, где-то в Роттердаме собирались татары на Сабантуй. Потом до этого они были в Германии, до этого были в Бельгии, там везде. Тут есть тоже эти татары-недоумки, которые собираются на Сабантуй только. Кишер, яфраклара. Тупорылые люди, которым, как говорится, эта дунья только нужна. Вы живете этой дуньей только. Вам не нужно, как бы, давай там я внукам что-нибудь оставлю, по-братски. Вот это вам не надо, понимаете? Вам не надо это. Вы только узыгызгамна, как вот этот Чупашила в комнате у меня. Он же эгоист, блин, в комнате живет этот Гондурас, как говорится, шибанутый, который только о себе думает. А у вас то же самое. Вы думаете только о себе. Вы думаете, что я, если, как говорится, отсижусь, не сдохну, в этой войне, допустим, украинской даже, в Башкортостане, Татарстане, есть такие тоже внутри у вас. Сидите там тихо, чтобы вас в армию не забрали. А сижусь, война пройдет, все будет нормально. Понимаете, вот так вот. Олай, вопрос мында возникает потом. Син потом бізге керексіңмісің? Мына син шундай отырған керекмі бізге? Син бізге керек түгілсің, понимаешь? Син бізге керек вообще болмайсың. Потому что син онда отырасың күтіңні қысып, қорқып. Мында кешеуля. Башқұртстан мен Татарстан қырылып уже крышлары кетті бетінде уже. Күнде мешки ворочите трупами. Что означает слово татар?
Слово татар я, честно, сейчас вот так прям не смогу сказать. Где-то читал, но не смогу сказать, что это означает. Прям татар. Вот это не смогу сказать, что это означает. Вот башкурт, я как этот угадывал, башкурт. Башкурт. Да ведь? Или там, как я в тот раз в каком-то эфире говорил, башкурт, это типа этот, курт, это как это, на турецком типа волк. Баш, волк, голова волка, да? Голова волка. Можно, да? А татар, ну, татарно как-то, я не знаю, как будто бы... Порой, знаете что, татар это как этот, собирательные буквы. Вот просто собрали буквы. Татар. Вот так, просто. Вот так и вышло. Татар. У меня такое, блин, сбор букв. У меня такое чувство, блин. Татар это сбор букв, блин. Понимаете, оно как бы ни туда, ни сюда. Вы где-нибудь слышали, что это такое вообще? Татар. Тар. Тар. Тат. Тат. Ну, где-то я что-то слышал. Тат. Что такое тат? Ар, что такое? Понимаете, как его расчленять даже? Там он не расчленяется. Может, он был Рамон Аблай. Коммунизм. КПРФ. Вот так, типа того, там. Талантливые аборигены. Примерно так, что ли? Татары. Талантливые аборигены того авторитетного республики. Так же не будет, как, да? Ну, татары. Хз, короче. Хрень несу, короче. Прикалываюсь. Поэтому, Дуслар, ну, не могу сказать, что татары это... Вот смеется даже Алия. Алишка, кстати, у меня сестренка Алия зовут. Алия. Алия, biz onu Alия deymiz. Alия, шулай, короче. Кстати, нәрсекей, сіңілім менің. Татар башқұрт. 50-50. Біз өзі бүтініз 50-50, мне кажется, Уфада. Бізде не может такого быть, что башқұрт бізде қаны бізде жоқ. Или башқұртта татар қаны жоқ. Біз универсальный енді Башқұртстанда, альхамдулилля. Сейчас водичка попил. Жонарға бізде бүтінісі бар бізде қонда деген кебек. И білесің, самое интересное, біздің милләттер қушылса, емі, шондай искусство келіп шыға, білесің, шондай матурлық болып шыға. Вот, ну, мен представляю енді өзімні, родственникларымны, шондай матурлық болып шыға, когда миксуются вот эти крови, да, ведь это я всегда представлял, что у моей жены будут глаза узкие. Я вот хочу жену с глазами, узкими глазами. Прикиньте? Вот я обожаю, я прям пипец, я одушевляюсь, или как называется, восхищаюсь. Узкими глазами хочу жену. Чтобы у нее были узкие глаза. Но менеке бек узкий тугрен, говорят, спекинда. Ну, нарсекей, порой у меня кажется, вот один глаз у меня узкий, короче. Даже вот сейчас вижу. Что да? Отец как на татарском? Эти, они, ота, она. Ой, эй, Зуфы, привет. Ой, Эльвир, брат, салам алейкум. Альхамдулилля, мана Уфа малайлары кіре башталар. Аллаға шүкір, рахмат. Мана Уфа, Башкортостан. Кем онда айтишники, если попадаются, распространяйте мой канал. Хотя бы шу yoqdan o'zingizni tege izgilik yosarga bir qo'lingizdan bir yaxshilik kelsin, shu mana распространите мой канал, чтобы не 9 человек сидело, а 900 человек сидело на эфире, и чтобы оно именно входило именно Башкортостан и Татарстанга, упиралось, чтобы каждый башкорт и татар упирался на мой канал на каждом открывании Ютуба. Просто чтобы вот максимально. Вы не подумайте, еще раз повторюсь, если я это повторяю, вы не подумайте, что для меня там нужна монетизация туда-сюда. Нет, у меня везде отключена монетизация. Я же матерюсь. У меня не будет монетизации. Мат я не остановлю из-за монетизации, понимаете? Это мой козырь, так сказать. Понимаете? Даже каналларымга да жазып қойғанмын. Бетінде менің сүгінуім сені сікмәске тиіш. Мен бит сені сікмеймін. Сүгінуі да сені сікмәсін. Так что
Мы, как говорится, друг другу не должны, так что не обижайся. Шулай, поэтому, туганлар, меня монетизация нахрен не нужна. Мне нужно распространение. Потому что мен, как говорится, у окша bilan boyib da ketmayman, kambag'al da bo'lmayman. Alhamdulillah, Alloh taolam berar menga. U monetizatsiya kuch bera kerak. Menga принцип, знаете, каналларым живой bo'lsin. А то 3 kanalimni yopdilar. 3 YouTube yobildi за вот эти период моей жизни в эфирах. 2 или 3 TikTok yobildi. 1 Instagram yobildi. И этот несколько этих закрылось еще у меня. Телеграммов закрылось, номеров закрылось, потому что, ну вот, закрылось. И пару контактов у меня накрылось. Ну, вот так вот, бывает такое. Поэтому для меня они жили. Я хочу, чтобы оно жило. Почему? Потому что столько эфиров я провел, оно бы осталось бы хотя бы живым, да? Пусть он даже не уничтожен, а его они просто уничтожили. Все записи, все осталось там в этих YouTube-каналах. Жалко же, годами я вел их. Вот это мне оказывается ценнее, чем его монетизация. Но они в корень отрубают. Почему? Потому что прилетают эти чертовые страйки. Урыслар кидают страйки и уничтожают менің туры сөздерімні. Чунки правду никто не любит. Понимаете, правду никто не любит. Поэтому мені юалтырға әзірлер любой кіші, любой урыс. Чунки көріп тұрасыз белгілі. Мәскеу біздің Башқұртстаннан Татарстаннан жіберәсі келмей. А мен принципиально жибертирасың деген бит инде аларга. И это им не нравится. Кому нравится, как говорится. Это такой дуб. На уйгурском да-да. На узбекском тоже да-да. Да-да жан. Да-да жаным менім yok инде. Жанлары жаннатта булсын. Шулай. Исәнмесез хәлләр мәлләр. Эльвир күлә инде миннән. Ну, ярар инде. Так, извиняюсь, ушел в другую линию, идемте читать дальше. Война в Иране помогла перебить тему файлов Эпштейна, где ранее периодически всплывало имя Дональда Трампа. Ну, bu көз боямачылык белән уже туйдырдылар инде. Бу яхутлар белән трамплинлар уже надоели. Дөньяны, как говорится, кыйратырга уйлыйлар. Ну, кыйратып булмый дөньяны. Шунарга бит әйтәм. Һәр вакыт әйтәм сезгә, давайте буйсынудан туктыйк. Башкорт, татар, бүтін милләт, казак, үзбәк, бүтін буйсынудан туктыйк давайте. Давайте дөньядагы моны авторитет дигән сезне кавычках чортларга буйсынуны туктатыйк. Буйсынуны туктатырга кирәк, понимаете? Буйсыну дигән нәрсәне аңлыйсыз бит инде. Склонять голову, унижаться, быть подчиненным, быть униженным, быть чмошником. Поэтому вот это шу буйсынуны без туктатсагы, без могли бы достичь тех пьедесталов на земле, что Дубай, Арабские Эмираты, даже Мекка, Мадина в сторонке курить будут. Понимаете? И давиться будут своим түтүнүн. Поэтому бизге мана шу Азиядан башлап Ненецияга хатлы мана шу Ненецкий автономный Ямал, Ненеция. Шунарга хатлы, грубо говоря, все эти наши земли, получается, смогут, как говорится, ну, так сказать, даже мы, наверное, превзойдем Америку, я вам скажу. Если мы вот это все объединение сделаем, такое штаты, азиатские штаты, да, прикол, да, ведь? Вот это азиатские штаты, курултайские штаты, если объединятся, да мы сломаем Америку, вы что, блин? Понимаете? Мы сломаем ту гегемонию Америки, что они вообще, блин, сами приплывут нахрен нам, скажут, туганлар ярдам бергізәл. Примерно вот так будет, понимаете? Шунарга, онарга нәрсә кирәк безгә? Онарга безгә бердәмлек кирәк. Бер-беребезгә мәхкәм булырга кирәк, ярдәм бирергә кирәк. Тонауны мына былай күтәреп йөрергә кирәкме, понимаете? Не надо быть высокомерным. В первую очередь, если мы, как говорится, спустимся с этих чертовых каких-то невидных пьедесталов, спустимся и признаем друг друга, что мы туганлар, то мы точно только тогда сможем уничтожить и Израиль, и Америку. Ну, хрен знает только, когда это произойдет. Мои слова, конечно, щуп сизучен, но хотелось бы побыстрее разбудить вас, как говорится, в этом, так сказать, эквиваленте моих мыслей, чтобы всегда
тоже утроилось это, так сказать, и мы как-то уже начали жить лучше. Понимаете? Независимость станций. Станции. Да. Станции. А станции что такое? Вот. Шунарға достар, бізге в первую очередь бұларға керек 15 кіші тиктокта отырады, айтып қоймады. 6 кіші ютубта. Ну, әзгене шевелится енді бүгін ютубым, поэтому я не стал выключать здесь. Вот. Офигеть, 3 часа уже, оказывается, я. Туғанлар. Короче, тоқтатабыз. Достар, ашуланмағыз, наверное, будем завершать эфир. Потому что... Сейчас, ну-ка. Прочитаю. Остановил ту тему. Вот это чуть-чуть почитаю и все на этом. Закругляться буду. Вот самая фигня какая-то вылезла. Вот. Свободный Идель Урал. Райан Авер. Райан Авер какой-то. Анна Шигапова. Что за это? Прошмандовка. Запоминаем ее немудренное личико. В Башкортостане по телеку крутят реклама курицы халяль одного российского крупного холдинга. И типа как это хорошо, прекрасно, в ролике говорится, в Башкирии около 40% русских, по крайней мере, нам это вот все нахрена нужно. Башкирия не моя конфиденциальная республика от слова вообще. Про забегаловки на каждом остановке халяль, где арабской вязью все расписано. Я вообще молчу. И не на остановках таких кафе полно. Анна Шигапова. ВКонтакте это, с контакта это выдернуто, я так понял. Давайте мысль прочитаем. Жительница Уфы считает, что пора убрать ислам из Башкортостана. Я просто в шоке. Күккәйімні тұтығыз, нашла тұтып, нашла унягыз, күккәйім білән. Аңладыңызмы? Исламны убрать они собрались, блин. Придурки, что ли, вообще? Тут я что говорю, и тут вылазит. Как оказалось, больше всего с 37-летней маникюрщице Анне Александровне мешает жить то, что слишком регулярно приходится смотреть рекламу халяля и делить республику вместе с башкортами и татарами, которые вздумали добавить что-то свое на русскую землю. Одно комментарий только, блин. Типичный украино-нацист, имперский бандеровец. Кто-то написал. Типичный. Тут не Украина, тут, как говорится, типичный, как говорится, русский нацизм, который в Башкортостане, в Татарстане, халяль была, халяль тугульмы, ислам была, ислам тугульмы. Син Башкортостанда яшайсың екен, сен кунак, Башкортостанда туылып өскен болсаң да сен кунаксың. Вы приперлись из московского болота, Башкортостан и в Татарстан, и вы вякать хотите, что-то придумывать хотите. Не тут-то было, поэтому каждому узкожопому, еще раз я говорю, Башкортостан на Татарстан, да, и манкуртам тоже относится, ислам будет на первом месте. И это не означает, еще раз повторю, что вы, блин, не очканули там, и это не означает, что там будет, там, вообще, там, гегемония ислама. Нет, там не будет этого. Будет красивый ислам. Красивый ислам, это означает, что принуждения не будет. Я в всех эфирах, повторяю, всегда говорю. На том свете каждый будет отвечать сам. Принуждать, я раньше, когда первый раз в ислам пришел, я звал от того, что я был счастлив, наверное, я не знаю, кто первый приходит в ислам, всегда, оказывается, зовет других тоже. Ой, идем, рахат муда. Я вот это уже все отжил отшумел я от этого. Good аппетит, thank you. Ошарыға шақыралар, сухуға, малайлар. Они толпой здесь едят. Мне неудобно чужое кушать. У меня есть свое, я... Вот так вот. Короче, что я хочу сказать. Что Башкортостанда, Татарстан, блин, будет
так сказать, традиционный ислам, я не могу сказать, это как-то, так сказать, будет выдернуто из русского лексикона, а будет самый настоящий ислам, который просто не будет вам навязываться, потому что принцип ислама не навязываться, по идее, если в корень долбить, а то, что ты сам должен прийти в этот ислам. Вот, альхамдулилля, люди, пацаны из Сомали, альхамдулилля, настоящие мусульмане. Со мной вместе, мы с ними, я с ними вместе, можно сказать. Держим уразу. Пацаны сидят, сейчас делают время, вот покажу я вам сухур, время сухура, 1:45 время, 1:40 время едят. Сейчас, потому что пораньше они лягут спать, ну, кто-то учеба, работа там, поэтому вот как-то так. И у них в голове нету у них, чтобы у них в республике, уж не буду повторять постоянно, ихнюю республику, а то не так подумают, скажут, что я жую это, сори, что у них в республике, получается, они точно не думают говорить, допустим, вот там же, типа, русские внутри там, этих черных пацанов, русские или кто-то там, ну, типа, тут исламу не место. Представьте, вот такое в голове у вас крутится, нет? Зачем тут ислам нужен внутри в этой страны этой, так сказать, пираты они, 21 века, они же пираты еще. Вот. Вот представьте этот вопрос. И тут вот эта курица, вот такая Аннушка, это Александровна, говорит, Башкортостан, Татарстанда, нәрсеге бізге мында халяль, нәрсеге бізге мында ислам. Понимаете? Поэтому мына шундайларны аузын жабырга керек, дуслар. Хотя бы, ладно, қазір пока рухыгыз юк екен, хотя бы мына шундайларны аузын жабыгыз іште. Башкортстан менен Татарстандан бит энди бар бит ир кишилер. Хотя бы мына шундайларга чыгып айтыгыз. Сен Тожбаш, Башкортстан менен Татарстанда мусульман давлатында яшайсың, хайван. Ты что делаешь вообще? Ты хочешь сделать, как это они любят говорить, это межнациональный рознь? Предъявите ей вот это. Что за дичь нафиг? В Москве гнобите нас, намаз нельзя читать. Тут внутри гнобите нас. Что за хайванизм это? И поэтому у вас должно быть четко это ходить, как сагатке, четко. Исламга, как говорится, наехали. Ответочка. Ответочка. Русские вот это обезьяны бегают, русские с нами Бог по Уфе. Ответочка. За углом по башке сковородкой по чебалу. Как-то так, дуслар. Поэтому, мен білмеймін, распущенность Башкортостанда, Татарстанда. Вот порой думаю, да, наверное, он нужен. Где-то 50 тысяч меня было бы, 50 тысяч меня, я бы, наверное, пришел бы туда. Понимаете, меня нужно увеличить, наверное, я думаю. Меня увеличить, чтобы я пошел, за вас взял, раздолбал Уфу, Татарстан, пошел на Москву, всех повязал там. Но мне нужно 50 тысяч минимум. Допустим, 10 положат меня, 40 останусь, еще 10 положат, 30 останусь, вот так, короче. Меня нужно 1050, меня одного. Вы сидите дома. Схожу я сам без вас. Было бы так, да? Размножьте меня быстренько. Клонирование надо, срочно. Клон нужен. Раздвойтесь, здрасте. Кстати, вы видели хоть одно видео, когда русский говорит про другую нацию? Пусть Аллах примет ваши посты. Аминь. Рахмат. Одно видео видели? Это Светлана. 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 Что за вопрос? Я удивляюсь. Комментарии мне пишут тут в Ютубе. Кеши кульдермали, мандаяр. Не смеши людей. Одно видео. Я этих видосов у меня по каналам по Руси, в ТикТоке, в каналам. Каждый день же этот понос ваш.
Высер ваш мы постоянно смотрим. Говорит, видео видели мы, да. А е, не видели, а е. Поэтому, туганлар, мы одно только должны помнить, что и у русских есть тоже хорошие. Но это я так уже к 4-му году пришел к такому мнению, самоуспокоением занимаюсь. Пытаюсь сказать, что они есть тоже нормальные. Давайте мы не будем всех мочить их. Вот пытаюсь так успокоить себя. Почему? Потому что уже, понимаете, ну, осознаю, что их я до такой степени спустил в своих, так сказать, мыслях и действиях, и в программах своих вот этих эпизодах Ютуба, что, ну, порой думаю, все-таки оларда да әйбәт кешеләр бардыр инде дип уйлыйм инде. Кызганычка каршы, конечно, нәрсәкәй әле күргәнем юк аларны. Понимаете, ну вот күрәсе килә, ну не знаю, вот доживу или нет. Поэтому, исходя от этого, узкожопом, что хочу сказать я. В Башкортостане, в Татарстане вы гости. Давайте скажу на русском, может. Вы гости. И вот это вот гостевой свой приоритет, как говорится, не повышайте, пожалуйста. Ладно? Вы гости. И оставайтесь гостями. Не больше, не меньше. Гости. Будьте, как говорится, нам уважительны, и мы будем вам уважительны. Почему? Потому что вы гости. Мы уважаем гостей. Понимаете? Только, как говорится, перебор не надо делать. Ходить там с ластиками, пластиками, своими дебильными флагами, орать. С нами Бог. Мы русские. В Уфе, блин. Рехнулись вы, блин. Иди в Москву, едь там, ори. Понимаешь? В Москве ори там. В Москве только, не в Питере. В Москве, потому что Питер это Ингерманландия. В Москве ори и все. Ну, на Садовом кольце у себя. Туда-сюда, туда-сюда, по периметру плаца, на плацу этого Кремля походи туда-сюда и все, пари там. Пойди, зайди, чпокни в лоб Ленина еще, вспомни о нем тоже. Все, успокойся и все, алга. И возвращайся в Башкортостан и живи спокойно. Вот как-то так. Поорала, вернулась, живи спокойно. Поэтому я считаю, что хороших русских тоже есть, но этих хороших русских, как говорится, плохие русские, так сказать, не дают открыть рот. Плохие русские до такой степени держат всех на пресняке в прессе, да, что эти даже хорошие, так сказать, русские порой должны дакать за против плохих русских. Приходится. Система. Поэтому в этой системе, вот опять-таки возвращаясь к исламу, поможет только исламская система, где говорится, что даже крестоносцы, если себя ведут уважительно к нам, то могут жить нормально. Мы же вас, как говорится, не собираемся мочить. Поэтому, как говорится, и вы будьте добры к нам, уважайте нас, и мы будем уважительны к вам. И все. А то там, поедут в Узбекистан, Казахстан, начинает Раша, вот этот дичь. Ладно, это у нас в Башкортостане, Татарстане, ладно, пока Россия мы. Ну, чужие страны-то при чем тут, блин? Или тут же они еще, блин, в комментариях сидят, придурки. Я же вам всегда прикалываю, говорил это в других эфирах тоже. Сидят в Европе и обсирают приезжих местных аборигенов. Арабов, там, черных, они обсирают. Да вы, придурки, приезжие. И хохлы все-таки, хохлы тоже такие же есть. Сами приперлись сюда, незваные гости. Сидят в Европе, 28 стран Европы, во всем есть это, во всех есть этих. Сидят, пишут в Фейсбуке, они сидят, любят в Фейсбуке. Зачем африканцев пускают? Зачем арабов пускают? Обезьян. Туда-сюда. Ну, оскорбление уж там пачками. Ну, понимаете, как на узбеков. Катят бочку. Тут то же самое.
что так возмущаются. Идет күтіңні қысып отыр. Сенен мында келгенсің. Ты не амстердамская дама, не лиссабонская, или там не берлинская, или там еще откуда там. Придурочные люди, блин. Вы тоже здесь, если что, россияне, узкожопые и хохлы долбаные. Со своим салом, блин. С пизды свисало, блядь. Приехали сюда, блядь. Приехали и бурагозите, блядь, по всему. Аншлаг, блядь, устраиваете по всем каналам, блядь. Пишите, зачем. Да вы-то зачем тут приперлись, придурки? Езжайте по своим, как говорится, зонам путинским. Сидите там. Вы же тоже спаслись. Они тоже спаслись, эти чуркобесы ваши. Они тоже здесь, как говорится, в гостях, как и вы. Поэтому, как говорится, давайте оклемайтесь уже. Надоели ваши тошниловские комментарии. Порой читаю, блин, я уже перестал на них отвечать даже. Не отвечать даже. Дичь полная. Просто новость какая-нибудь там. Вот, депортируют, допустим, кого-нибудь, напишет что-нибудь такое. Все, начинается. Или там, вот где-то там араб мочканул кого-то там, убил кого-нибудь. Или там что-то такое. Или там наркота продается. Все, вот под этими постами эти узкожопые первые пишут. Прям русскими буквами пишут, что вот там, надо их домой надо. А вас-то кто? Вы-то что приперли сюда, блин? Вы же не Норвегии, не нидерландцы, вы не немцы. Че приперлись-то, блин? Пиздуйте своему Путину яйца, как говорится, тесать ему. Вот как-то так, понимаете? Поэтому вот это движение ваше, оно не только в Уфе, оно везде. Где русский этот чертовый сапог падает, оно везде открывается, вот эта дичь ваша, канитель ваша, которая дает о том, что вы как бы себя как люди не ведете. Вы думаете, что как вы пупы земли. Как вот евреи для себя чувствуют то, что они избранные овцы. А вы-то что, избранные, что ли? Над вами же евреи управляют. И над хохлами евреи, и над Путиным евреи управляют. Везде евреи. Вы кто вообще? Подкидыши долбаные. Понимаете? Вы же вообще дно, блядь. Дно народов, блядь. И после этого вы говорите еще, что, блин, мы, понимаешь ли, чурки, понаехавшие москалятину вашу. А вы-то москалятины кто? Полупокеры, блин. Откуда-то приперлись тоже, Саулов, блин. Создали свою Москву, блин, долбаные. Имеется в виду нынешнюю Москву, не древнюю. Как-то так. Поэтому вы лучше, я думаю, научитесь как-то бороться своим нацизмом. Вот этот ваш нацизм уже достал, реально. Реально достал. Вы не сможете так прожить всю жизнь. Поймите. Рано или поздно, как говорится, мы станем. Мы так чпокнем ваш, блин. У вас вообще живого места не останется у вас, понимаете? Все отдупленные, а вот таким очком будете ходить потом, понимаете? Все вот поголовно. Алтын қызмы, мужик, женщина, все обдолбленные будете. Нами. Если вы не успокоитесь. И вы должны, как говорится, оценивать свое, как говорится, состояние наперед. Вы не думайте, что по жизни вы будете на коне. Под конем тоже будете, как Екатерина. Понимаете? Поэтому, как говорится, дупло, как говорится, свое берегите, чтобы, как говорится, вас вдруг чпокнут кто-нибудь, блин, конем, блин, своим. Так что, Дуслар, на этой почве будем прощаться. Время 2. Надо этот, люди ифтарят, сухурят, или, да, сухурят уже. Сухурят, мне тоже надо сухурить, как говорится. Будем это отбиваться потом. Olma bakalım. Bana Allah Allah Allah.
Комментарий пишет. Светлана, да иди спать уже, ё-моё. Сопли жевать хорошо, очкарик. Очкарик. Очкарик, не очкарик, ну я тебе, как говорится, правду говорю, блин. Пойми. Прими. Я в начале эфира только сказал, вот узбекам, башкиртам, татарам всем сказал. Примите, узкожопые вы тоже, примите. Свое поражение примите уже. Будьте мужиками, женщинами, я не знаю. Будьте, как говорится, стержнем своего народа. Прими, вот тебе дано вот косякнуться. Прими это. Прими и, как говорится, будь, как говорится, состоятельным тем, что ты принял косяк свой, понял и начал образумываться. И если ты не образумишься, мы образумим тебя. Понимаешь? Мы на этом пути как раз. Мы образовывать будем сейчас свое, как говорится, движение против манкуртов, потом за независимость, само собой, вместе с ними. А вы будете уже на, так сказать, на последнем этапе, так сказать, по уничтожению Москвы. Вот там будете барахтаться, как говорится. И вот этот момент вам, вот этот период, пока мы там, так сказать, не можем собраться, ваша задача прийти к этому. Жестко они, да? Жестко орут. Короче, туганлар, будем завязывать, закрываюсь, короче. Я хотел очень коротко, но получилось так все равно. 3,5 часа с вами. ТикТока Зуррахмат, вы до конца сидите, вот 14-15 человек в ТикТоке. Зуррахмат, подписчикам, не подписчикам. В Ютубе, что я могу сказать? 13 кого-то, кто сидит, не знаю кто. Ну, максимально репост, распространяйте, как говорится, и увидимся на днях, иншаллах. Еще выйдем, поговорим. Я вообще выходил на 2 часа, но получилось вот 3,5 часа. Все, давайте. Всем спокойной ночи, или там утра у вас уже. 7:36 в Башкортостане и в Казахстане. В Москве 5:36, в Казани 5:36. Все, у нас 3:36. Нет, что я говорю? 2 же время, ё-моё. 6 утра у вас, я не туда смотрю, блин. 6 утра, короче, 6 и 4. Еще спите. Так что не гутен морген, короче. Как говорится, гутен нахт. Давайте, дуслар. Да. Спасибо, Абдукарим. Рахмат. Исансов. Бүтінігізге ураза тұтқанларына Аллах Тағала, как говорится, уразаларын қабыл қылсын, дұғаларыңызды қабыл қылсын, намазларыңызды қабыл қылсын, әйткен ниетлеріңізді қабыл қылсын. Амин. Хаммагізге, біздікini ham қабыл қылсын, хаммамыздікini, хамма marhumlarni hammasini jonlarini jannatda qilsin Alloh taolam. Eng muhimi bizga shu. Tegi dunyoga ketganlarning hammasini nimasi ishlari yengil bo'lsin. Jahannamga musulmonlar tushmasin. По максималке. Чтобы все были, как говорится, jannat bog'chalarinda. Shulay tilik. Chunki bizni da bora turgan yerlarimiz shu. Так что каждого это ждет. И давайте будем, как говорится, добры друг другу. Давайте национализмом, вот этим нацизмом, как говорится, не будем кичиться и избавляться от всего вот этого дерьма. И будем, как говорится, уже жить в цивильной, так сказать, да, цивильной, так сказать, мировой, так сказать, политике. Без трамплинов, нетаньяшек, путинов, всяких зеленских и всякой шушуры этой земной, так сказать, этих крокодилов, которые, как говорится, жрет свой народ и не подавится еще. Как-то так. Ну, давайте. Давай, до свидания, пудри мозги другим. Давай, до свидания. Закрываем. Исансов, 15 человек. Танощухо, good night.